Selam алейкум. АТР телеканалының yayınında zaman bugün dekabrның 9-ы студияда sizler için men Gülsüm Halilova çalışам. Тарихи күн. Бүгін Парижде Норманд форматында Корышев олып кечижек. Украина, Франкистан, Алмания ве Русия президентлері Украинадаки вазиятны музакире етежек. Сонки сефер бойле Корышев 2016 сенесі кечкен еді. Бүгін саат 15-те Зеленский Елисей сарайына келеп чықмалы. Ен баштан Франкистан президенті Эммануэль Макронен, сонысы Алмания канцлері Ангела Меркельнен Корышежек. 4 тарафлы Норманд Корышевы саат 16-да башламалы. 18:45-те есе 4 devletinin liderleri пресс-конференцияда Корышевның нәтижелерін айдынлатacak. АТР әдеселеріні тақип еті епісі ачық тедбірлеріні жанлы яйында көсірежекміз. Владимир Зеленский үшін қырмызы чизгелер Норманд Корышева арифесінде Украинаны чешіт көшелерінде бинлерже инсан акцияларға топлашты. Ең чоқ инсан Истекляль мейданына келді. Оқу қорчылайжыларының білдіргеніне көре тахминен 8 бин инсан акцияға келіп шықты. Митинг иштиракчылары башында мұхалифет темсилчилері чықышта бұлынды. Айтқанларына көре президент Норманд Корышевінде Украина менфаатларына садық қалмалы. Мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил Путин против наших народов, нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы и не выпрашивать переговоры, а говорить, что каждый из нас будет биться до тех пор, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье преступников. Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим. Новая влада должна четко для себя это уяснить, что никаких заборов на нашей территории, никаких подвешиваний и замораживаний наших территорий мы им не позволим. Как не позволили это все эти 5 лет борьбы. Слава Украине! Туневын ақшам тахминен 2 бин инсан банковайда ерлешкен президент офисы янында топлашты. Олар сана қоры бірқач чадыр ерлештірділер. Бинаға кірішні оқу қорчылайжы органлары қарабылады. Инсанлар бұтын гечені офис янында кечірді. Акция бүгінде девам етежектір. Украина үшін дуа. Рома папасы Франциск базар хутбесінің бірі қысмына кележек Норманд Корышевіне бағышлады. О инсанларны бұл Корышев барышыққа ве адалетлікке ел açsın деп дуа оқымаға чағырды. Шу вақытта Украинаны дестек еті Русия тежавузны тоқтат деп адландырылған акция Парижде кечті. Онлар же инсан Тарас Шевченко абидесі янындан Парижнің Сен-Жермен меркези мейданына күйрушнен чықты. Олар Европа девлетлеріне Украинаның 5 сене девамында Русия тежавузынен қаршы-қаршыға келгеніне ве бүгінге қадар жеңкте аскерлер өлгеніне қатырлатты. Це відбувається сьогодні в Європі, і ми не повинні забувати про це. Ми маємо бути думками з Україною, з президентом Зеленським, щоб підтримати Україну і зупинити Путіна. Ми маємо закликати лідерів Франції та Німеччини, щоб вони не штовхали Україну до капітуляції. Президент Норманд Корышевіне малюматларнен теминленіп кете. Украина есе бұл Корышевден сон юзбережек әрбір адесеге азырдыр. Милей хавсызлық ве Мудафа шурасының топлашуындан сон оның кәтібі Алексей Данилов нәтижелеріні бойле адландырды. Бұл топлашув Норманд Корышевінде азырлық оларақ топланған еді. Анда Донбаста аттеш екүлненмесі ве Украина Русия сыңырында незіретінің тікленмесі музакире етілді. Варіанти є на будь-який випадок. Якщо ми домовимося частично, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є 5 варіантів наших.
всі готові, всі органи центральної влади, всі наші збройні сили, всі наші спеціалізовані органи, всі готові до будь-якого сценарію. Беларус турды бинлерже инсан жумартес күні Минскнын меркези мейданына чықты. Олар Русияның сөзде терен интеграцияға қаршы чыға. Беларус президенті Александр Лукашенко, Русия президенті Владимир Путинен Сочиде кечірген музакерлері девамында иттифақ девлетлерве екі девлетнің бір идарейчілігі, бір акиметі, бір парламентове, бір президенті суалерні лаф етті. Кремль Минск үшін айнен Русияде олғаны кебі энерготашыйжы фиятларны тушурмеге вади етті. Наразылық көстергенлер мұстақиллікнің аман-аман йоқ олажағына білдіре. Минсктегі митинглер екі күн девам етті. Олар ресмилештірілмеген еді. Бұна бақмадан полис қадемлері инсанларны дағытмады. Күчік қавға көтек Жүмхуриетінің сарайы янында юзберді. Путин ве Лукашенко 20 декабрь күні Санкт-Петербургта көрішмелі. О күн Беларус мұхалефеті көтлеви наразылалқылар акциясыны кешірмеге планлаштыра. Нас большесть, мы за незалежность. Живе Беларусь! Психологик уджум ишғал етілген Қырымның мемори сыңырында Қырымтатар аққорчалайжысы Абдуришит Джипаровны туттылар. Бұл түневін уйле вақыты юзберді. Оны 2 саат девамында фаалиетінен бағлы суаллернен сорғуға чектілер. Белге қадар қаяфетлерін чықартып түнтувледілер. Бұлардан сон еберділер. Абдуришит Джипаровны ишғалжілер бірінші кере тұтмай. Мемори сыңырында оны да октябрь айында нен бойле процедураве суаллернен тоқтатқан еділер. Абдуришит Джипаровны айтқанына көре ишғалжілер она қаршы малюмат топлай. Жұма күні Чаплынка кечет ноқтасында қанунсыз 4 саат тұтылған Нури Джаферов ишғалжілерінің қанунсыз әрекетлеріне қаршы полиске шикетте бұлынды. Малым олғаны кебі оны Украина қытасына қоян сатын алмақ үшін кеткені вақыт тұттылар. Ең баштан телефонындаки малыматлар ақында сұраштырып, сонра Суриеде женклештімі деп суал берділер. Бұнен берабер зорнен сойындырып тынтувледілер. Нури Джаферовның айтқанына көре тенінде яра излеріні қыдырғанлар. Бірқач вақыттан сон ерадам ярамады, она илкердің арабасына чағырдылар. Померили давление, сказали срочно в машину. У меня как судороги начали на нервной почве или что там со мной, я не знаю, у меня начались как судороги. Они поставили какие-то там, не знаю, аппараты на меня. И потом начали колоть что-то, да, я уже там не помню, они мне, единственное, я услышал, когда они сказали, его срочно надо везти в машину, сказали шоферу, заводи, включай мигалки и быстро едем в машину, в скорую. Тут же прибежали эти ФСБшники, бросили все мои документные зарядки, телефон, все быстренько, чуть ли не на ходу это все они засунули в машину, и так я уехал. Бұшымдылық сонки қаберіміздір. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне ол. Насанда абонжілерінің миқдары 100 бенден зияде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжық. АТР телеканалының яйнына есе бүгін программасы ле бераберлікте меслектешім Роман Спиридонов девам еті сериетіні скорышкенже. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай,
бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның үшін қыздырмай ватан көнеші. Шуның үшін юрушме ей халқым ишің. Шуның үшін бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ешітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Доброе утро всем, кто вместе с АТР начинает день, который может стать решающим в судьбе нашей страны. Сегодня в Париже впервые за последние 3 года лицом к лицу встретятся лидеры нормандской четверки, чтобы попытаться разрешить конфликт на Донбассе. С чем в Париж поехал президент Владимир Зеленский, удастся ли ему привести оттуда мир, обсудим с гостем нашей студии, чрезвычайным полномочным послом Украины в Республике Хорватия с 2010 по 2017 Александром Левченко. Доброе утро. Доброе утро, приветствую всех. Вернуть людей, контроль над границей, закончить войну. Таких результатов от нормандского саммита ожидает президент Украины Владимир Зеленский. Накануне встречи в Париже он пришел в студию к Савику Шустеру на программу «Свобода слова» и рассказал, почему не боится личной встречи с Путиным, возможно ли амнистия для боевиков и на каких условиях на неподконтрольных территориях Донбасса будут проходить местные выборы. Предлагаю послушать, о чем он говорил. Коли за столом сидять великі боси, представники імперій, я дуже не хочу, щоб ми були тією стравою, яку подають на стіл цим великим босам. Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною, незалежною, сильною країною. Я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо по Мінську, обмін, скільки людей? Що таке всіх на всіх? Тому що, ви знаєте, там є, ну, може хтось не знає, там є списки узгоджених, списки неузгоджених. Не буду зараз в деталі. Найголовніше, скільки людей ми можемо повернути додому? Скільки конкретно і коли? Друге питання. Якщо припинення вогню, хто за це несе відповідальність? Що мені боятися? Я президент вільної країни, я нормальна, порядна людина. Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, не за що. Моя позиція дуже проста, що в момент виборів, коли вони стануться, на тимчасово окупованому, в тимчасово окупованому Донецьку і в тимчасово окупованому Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон, український кордон. Якщо виводяться війська, озброєні, незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію. Амністію людей, у яких немає рук в крові. Ну вот президент в очередной раз очертил так называемые красные линии. И все-таки, чего можно бояться нормальному, порядочному человеку, который не торгует страной, на встрече с Владимиром Путиным? Ну, Владимир Путин искушенный политик, понятно, да? И пятый президент предупреждает, что надо быть очень осторожным и нужно ли идти на эту встречу. Мне очень радует, что наш президент уверен в себе, в том, что он хочет донести и чего скрывать, что мы хотим. А чего хочет украинский народ? Мы хотим завершения этого всего и возвращения временно оккупированных территорий. Очень благородная идея, очень важная. Но насколько пойдет в этом диалоге навстречу Украине Путин, то есть по всей вероятности успех сегодняшнего саммита будет во многом зависеть от позиции кого? Владимира Путина. России. Да. В том-то и дело, что наши требования, наши желания, они понятны. Они как бы всегда на слуху. Ведь и это можно было услышать и без встречи в нормандском формате. О чем там будут говорить еще? Чтобы Путин пошел на какую-то встречу, ну, не знаю, на какие-то компромиссы, я не знаю, на уступки. Как ну, видите, минимум, который предлагает наш президент, он фактически заложен в Минских соглашениях. Первый, обмен всех на всех. Так это записано в Минских соглашениях. То есть мы абсолютно, и Германия, и Франция, и вся Европа может давить на Путина, выполняем положение Минского соглашения. Это что, обмен всех на всех. Следующий момент. Что касается прекращения огня. Это же первый пункт, да, тоже Минских соглашений. А кто несет ответственность, если нарушает? Это же важно, правильно? Чтобы не просто там что-то фиксировать, какие-то еще ответственность за то, кто нарушает это. Абсолютно правильная позиция, нужная, необходимая и так далее. И здесь и Франция, и Германия, и все мировое сообщество поддерживает Украину, потому что это важный момент. А как мы добьемся мира, если, так сказать, постоянно постреливать? А сегодня же опять, наверное, постреливают. Почему?
Потому что боевики заинтересованы в том, чтобы они вернулись в Украину. Я думаю, не совсем заинтересованы. Не демонстрируют то, что они, так сказать, они, естественно, по указке Москвы, что вот тут еще, так сказать, еще не близко этот процесс. Ну и я должен сказать, что дух Минских соглашений, еще раз подчеркну, говорит о том, что нам возвращаются неконтролированные территории. Такой документ по духу был у Хорватии, когда она осуществляла свою мирную, подчеркиваю, реинтеграцию, это Ордутские соглашения. И элементы, которые заложены в Минских соглашениях, во многом перекликаются с элементами, которые был в договоре в Ордуте, в том числе и проведение выборов на неконтролируемой правительством территории, в том числе и проведение амнистии, и в том числе и другие вещи, которые касаются того, что в каком состоянии, статусе эти территории переходят в государственно-правовое поле Хорватии или Украины. Если говорить, скажем так, технологии переговорные, как себя вести Владимиру Зеленскому? Вот вам, как дипломату с опытом, может быть, известны какие-то такие приемы, которые позволяют сделать свою позицию более убедительной, скажем так, невербальные приемы? Ну, собственно говоря, позиция всегда сильнее, когда ты стоишь на правильных принципах, которые соотносятся с нормами и принципами международного права. А позиция Украины соотносится полностью с нормами и принципами международного права. Если вы думаете, что можно каким-то образом на мигах и так дальше обмануть другую сторону, ввести в заблуждение и так дальше, ну, я не исключаю, что возможно некоторой техникой манипуляций, некоторой техники, так сказать, ведения, может быть, состояния легкого транса и так дальше, возможно, Путин лично и умеет, потому что он выходит из спецслужб. То есть вы имеете какой-то гипноз? Ну, в том числе, я не исключаю. Потому что Порошенко, вы видите, говорил, ни в коем случае с ним сам на сам не встречать. То есть у меня такое ощущение, что он под этим, возможно, гипнозом и был, да, после этого. То есть это не каждый умеет, не каждый знает. Этому в дипломатии не учат. Этого учат где? В спецслужбах. А Владимир Владимирович выходит из разведки, из контрразведки, этими манипуляциями там часто пользуется. Но дело в том, что поддаются гипнозу далеко не все люди, да? Далеко не все люди. И овладеть этой техникой тоже дано не каждому. То есть какая-то техника может быть и так дальше. Но учитывая, что такое огромное количество людей везде, камер и так далее, тут это все сводится к минимуму. И я считаю очень честная и правильная позиция нашего президента, который говорит, что он не боится, потому что ему нечего скрывать. Он хочет посмотреть в глаза российскому президенту, спросить, так мы будем решать вопрос по Донбассу или мы будем имитировать, что мы решаем вопрос по Донбассу. Я вижу от президента Зеленского искреннее желание решить этот вопрос. Кстати, его это уполномочили и кто? Кто за него голосовал на последних президентских выборах? Это 74,5%. Насколько выгодные позиции сейчас у нас? Известно в расписании, что сначала будет встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Макроном, потом с канцлером Германии Меркель, потом начинается официальная встреча, и потом, возможно, будет встреча тет-а-тет Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Владимир Зеленский об этом говорил, что она такая тема, эта встреча планируется. Ну, во-первых, вопрос про наши позиции, насколько они выгодны сегодня. И нужна ли эта встреча уже даже после формандской четверки, нормандской? Ну, наверное, президент настроен, значит, нужна. Есть что сказать. Невысказанных вещей очень много, так сказать. Поэтому некоторые вещи нужно проговорить. То есть нет гарантии о том, что будет успех. Естественно, нет гарантии. Но есть возможность поставить вопросы и решать. Потому что, решая вопросы Донбасса, Путина тоже какие-то плюсы он получит, да? Если он пойдет все-таки на реализацию Минских соглашений. Я еще раз хочу подчеркнуть. У нас вот часто идет такая трактовка, что
выполнение Минских соглашений выгодно России и невыгодно Украине, вы такое встречали очень массово, Да. то я хочу сказать, как человек, который занимается конфликтами уже более 30 лет, я хочу сказать, что идеология Минского соглашения говорит о возвращении территории нам. И по идее это более интересная и важная вещь именно для Украины, потому что это наши территории. Мы заинтересованы в их возвращении. И мы должны инициировать постоянно, чтобы этот вопрос дискутировался, и мы его решили. Объективно российской стороне и лидерам боевиков возвращать Донбасс нет особого интереса. Почему? Да потому что после решения вопроса Донбасса мы все сразу можем сконцентрироваться на втором, еще более трудном и важном вопросе. Вопрос реинтеграции Крымского полуострова. Вадим Пристайко, рассказывая о перспективах встречи, о результатах, на которые мы можем рассчитывать, говорил о полном и постоянном прекращении огня, о чем говорил Владимир Зеленский, контроль над границей, и только потом разоружение, выведение незаконных вооруженных формирований, и только потом выборы по украинскому законодательству. Это программа «Максимум». Насколько она выполнима, как вы считаете? Ну, вот это нужно дискуссировать, это нужно обсуждать вопрос. Если мы не контролируем границу, да, если ЛДНР рулит процессом выборов, если там находится в это время незаконные вооруженные формирования и российские войска, но мы же видели, как проводились выборы в Крыму, как они быстренько организовывались и какой результат. Как спешили, да, зачем приближались Поэтому мы знаем, как эти выборы проходят, и мы против этого. Естественно, нам такие выборы не нужны. Абсолютно. Если выборы, то они должны быть демократичны. Если бы они демократичны, это значит контроль над границей. Это ясно, что нет уже незаконных вооруженных формирований, нет российских войск. Это ясно, что определенный международный полный контроль над процессом подготовки, проведения и подсчета голосов. Это, естественно, полное украинское законодательство, присутствие украинских СМИ. Это понятно, что все присутствуют только украинские политические партии, которые зарегистрированы в ЦВК и в Министерстве юстиции. Вот при такой ситуации, а это демократическая ситуация, при такой ситуации выборы могут состояться. Выборы, когда все, так сказать, контролируется боевиками, а зачем они нужны Украине? Мало того, они не соответствуют стандартам демократии. Мало того, мы узакониваем некоторые вещи, которые, так сказать, навязаны военным путем Украины, и за которые другая сторона, наверное, все-таки должна понести ответственность. Накануне встречи в Париже президент Владимир Зеленский провел закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Там утвердили сценарий развития событий в связи с предстоящей встречей в нормандском формате, который будет воплощаться как основной. И что предусматривает, этот план рассказал по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов. Давайте послушаем. Сценарій реінтеграції підразумляє під собою повернення території окупованої Донецької, Луганської області до України. Є сьогодні ключові моменти, які сьогодні є на порядку денному. Це вже похідні, скажімо так, від певних сценаріїв. Ви знаєте, те, що ми маємо велике бажання повернути наших бранців, які сьогодні знаходяться в полоні з Російської Федерації, з Криму і з території, які сьогодні тимчасово окуповані Донецької, Луганської області. Друге питання, ми маємо велике бажання припинити огонь для того, щоб зброя не вбивала наших вояків. Третє питання, яке ми розглядаємо, це питання повернення нашого кордону. Після того питання виборів. А с нами на связи президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Как вы оцениваете перспективы встречи во Франции в нормандском формате? Можно ли говорить, что сценарий, который планировался здесь у нас, он имеет право на жизнь и будет реализован? Я имею в виду выведение войск, наш контроль над нашей границей и выборы только потом, после того, как мы сможем контролировать ситуацию. Ну, вы знаете, я думаю, что в лучшем случае произойдет обмен пленными. Все остальные пункты очень сомнительны. Я вчера просто провел контент-анализ заявлений сторон перед этой встречей, за последние 2 месяца, с сентября начиная.
Вы знаете, что я обнаружил? Вот Украина постоянно демонстрировала готовность к компромиссам, постоянно говорила, что она может пойти на уступки там какие-то. Минские соглашения, против которых, как я помню, Зеленский шел на выборы, говоря, что Минские соглашения это плохо, они не должны выполняться. Потом резко изменил позицию. Да? А Россия все это время демонстрировала свою неготовность к компромиссам. То есть она постоянно выставляла какие-то условия, постоянно говорила о выполнении Минских соглашений, но на ее условиях. И таким образом получается ситуация, когда мы идем на уступки, да, а Россия не идет. То есть мы в этой позиции оказались слабой стороной для переговоров. А для России, как в принципе для Донбасса, наверное, я же там Донбасс, и Донбасс я знаю, да, что там уважают только силу. И вот эти наша готовность к компромиссу там расценивается как наша слабость. Поэтому я думаю, Путин воспользуется ситуацией, чтобы додавить просто слабого противника. И единственная надежда, что действительно наш президент все-таки понимает последствия, понимает, что из Парижа ему придется вернуться в Киев и будет принципиальным все-таки отстаивать свою позицию. Поэтому я думаю, что если так и будет, если позиция Зеленского будет принципиальной, не во вред Украине, то, скорее всего, ничем не закончится. В лучшем случае, я еще раз говорю, обменом пленных. Но обмен пленных это ведь тоже результат? Это результат, но он мог быть и технически, скажем так. Для этого не нужно было собираться в таком формате, делать столько заявлений, показывать себя слабой стороной. Спасибо вам за вашу позицию. Президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш был с нами на связи. Ваше мнение? Ну, какой слабой стороной, если мы говорим о том, что мы заявили одно, второе, третье, четвертое? Ну, какая слабая сторона? Какие тут компромиссы? Если мы говорим о некоторых элементах выполнения Минских соглашений, какие-то компромиссы, обязанности, обязательства. А что Путин не идет, на какие компромиссы? Мы сейчас посмотрим, какие он идет, не идет и так дальше. У Путина тоже есть обязательства. Вы должны понимать, что игра идет на том, что Россия хочет обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, а потом выскочить с удавки санкций. Потому что Украина не выполняет Минские соглашения. Задача Украины показать, что мы выполняем Минские соглашения, искренне хотим их решить, а Россия что? Блокирует этот процесс. Поэтому санкции нужно что? Если она будет блокировать, продолжить. Если у нас ничего не получится, не получится, значит нужно усилять европейскую мировую позицию по отношению к позиции Москвы, которая столько лет манипулирует и имитирует выполнение Минских соглашений. Слабость украинской стороны в том, что у нас некоторая политическая сила заявила в том, что она не собиралась выполнять Минские соглашения. Это катастрофа. Это значит, все партнеры, Франция, Германия, которые переговаривали с нами много лет, оказывается, вводились в заблуждение. Ну как же так? Международные обязательства нужно что? Выполнять. Это принцип международного права. Вот. А поэтому и выполнение, но не удалось. Это шанс. Нормандия это ж не гарантия. Нормандия это шанс. Вот если мы им воспользуемся и сможем при помощи международных партнеров сдвинуть с мертвой точки этот процесс, это отлично. Минимально мы видим, что мы можем даже достичь благодаря этому саммиту. Потому что обмен людей это кровный интерес Украины. Вы знаете, что Россия за своих людей особо не стоит горой. Для нас судьба этих людей, которые уже годами сидят за решеткой, очень важна. Могли мы решить без саммита? Решили раньше. Я хотел спросить, вы решили за 5 лет без саммита этот вопрос? Я не вижу. Потому что обмен всех на всех еще предполагает что? Разведение сторон. Стороны разведения. У нас начался процесс. И обмен анонсировался неоднократно без нормандского формата. И Вадим Пристайко говорил, что вот-вот ожидается большой обмен. Да, но обмен, опять, вы читайте Минские соглашения, обмен происходит после процесса разведения. Если вы не сделали разведение, вас в любой момент могут обмануть. Что и делалось это регулярно.
Давайте поговорим о политическом фоне, который сопровождает поездку Владимира Зеленского в Париж, здесь, в Украине. Напомнить президенту Зеленскому, на какие уступки ему не стоит идти во время переговоров в Париже. На Майдан Независимости накануне вышли несколько тысяч украинцев. В народном вече под названием «Красные линии для Зеленского» принимали участие от представителей от Европейской солидарности, Батькивщины, Голоса, Свободы. Основное их требование – никаких компромиссов с Владимиром Путиным. Нет федерализации страны и выборы на оккупированных территориях Донбасса только после деоккупации. В принципе, эти позиции совпадают с заявлениями и политиков, и президента. Но некоторые выступления со сцены были весьма категоричные. Давайте послушаем. Бубочка, тебе 42 годика и ты не лох? Так докажи, що ти не лох в Парижі. Інакше твій рейс буде не Париж-Київ, а Париж-Ростов. І це буде, якщо не завтра, то дещо згодом. Майдан доводив неодноразово, що громадяни в Україні мають силу. Ми тут не заради того, щоб сказати йому «да пошов ти». Ні. Ми тут заради того, щоб сказати, що він, як і будь-який президент і будь-яка влада в цій країні, тимчасовий. А громадяни тут були, є і будуть. Ми тут для того, щоб сказати «не заходь за червоні лінії». Рівно 6 років тому назад ми з вами повалили отут на Бесарабці оцього червоного боввана Леніна. І після того почався ленінопад по всій Україні. Так ось, повалили 6 років червоного боввана. Повалимо тепер зеленого боввана. Последним на сцене выступил 5-й президент Украины, а ныне народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко. Он призывал нынешнего главу государства во время встречи в Париже не допустить капитуляции и не остановиться на колени перед Путиным. Вече должно было закончиться совместным исполнением украинского гимна, но закончилось яйцами, которые полетели из толпы в Петра Порошенко. Вот такая вот история. Ну, как вам такая реакция на Майдане? Ну как? Ну, как есть, так и скажите. Ну, если я дипломат, интеллигентный человек. Если вы не будете выражаться. Куда? Ну, куда? Ну, в заявлениях Технибока даже некоторые усмотрели призыв к свержению государственного власти. Я бы хотел сказать, я понимаю, что 6 лет назад, ну вот вам жизненный пример. Вы хотели это сделать или нет? Вот я исполнял обязанности зав. Центрального района города Киева, когда произошел 24 августа 91 года. Я, естественно, был там. Я выступал от тех, кто защищал Белый дом. Я был на защите Белого дома. Я поехал с Киева. От защитников Белого дома я выступал там перед всеми. И когда я собрал, заврайно было в отпуске директоров школ, да, извините, конец августа 91 года, я потребовал от всех школ убрать всю символику коммунистическую. Меня директор одна сказала: и что, и бюст Ленина с актового зала? Я говорю, ну, конечно же. И в августе 91 года Старокиевский район, все образование Старокиевского района вот было декоммунизировано. Кто почему исток тянул там до 2014 года и так дальше, ну это пусть каждый отвечает за себя. Вот это не так тяжело было сделать, потому что кто понимал, к чему это шло и что дедушка Ленин, к сожалению, делал плохого для Украины, для украинского народа, тот понимал, что это надо было делать. Значит, вопрос в том, что украинские граждане при всем при том, в своем большинстве, люди взвешенные, люди грамотные, они будут судить по поступкам. Что мы можем говорить наперед, если еще у нас нет результата саммита? Ну, да. Несколько тысяч человек собралось. Ну, мы же демократичная страна. Мы демократичная страна, это хорошо.
Это важно. Люди высказывают свою точку зрения. И они же высказывают свои опасения не из-за того, что они не любят Украину, правильно? А президент и какое-то большинство населения Украины желает решить вопрос по Донбассу тоже не из-за того, что они не любят Украину, а из-за того, что они желают помочь Украине, желают решить вопрос о деоккупации, подчеркиваю, всех территорий. Потому что если мы не деоккупируем Донбасс, мы к Крыму никогда не подступимся. Поэтому очень важно сейчас такой момент все-таки чуть-чуть поддавить при помощи наших партнеров, столкнуть с мертвой точки процесс, который застыл на Донбассе. У нас эта возможность есть. Может заблокировать Путин? Может. Но тогда на нем вся полная ответственность и на политике Российской Федерации. Давайте представим, что вот наши требования максимально выполнены. Но ведь за эти годы российской оккупации Донбасс фактически инфицирован этим русским миром. Там эти корни уже глубоко, наверное, проросли в почве и в ментальной в том числе. И я хочу сказать, и этот регион как бы вот прирастает к нам обратно, и вот эти все метастазы, они же, может, как раковая опухоль распространиться по всей стране. Вы понимаете, что чем дольше вы еще держите там этот регион, тем эти метастазы еще шире, шире, шире. То есть 1 к 2. Вот под оккупацией 2 года в том, чтобы это все убрать. Да? Плюс вот 5 лет, значит, нам надо уже 10 лет, чтобы это все поубирать. Будет 7 лет, это уже будет 14 лет нам все убрать. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Поэтому вопрос о том, что затягивать это не нужно. Второй вопрос о том, когда вы информационно туда заходите, политически, экономически, на территорию, которую не контролируют, там ситуация что? Кардинальным образом меняется. Хорватский опыт, боснийский опыт в меньшей мере, потому что там другие, я посол еще в Боснии и Герцеговине, да, бывшие. Хочу сказать, что часть населения Донбасса, надо быть к этому готовым, выедет после деоккупации. Потому что они просто не смогут воспринимать украинское государство. Мы демократическая страна. Есть у них желание, пожалуйста, уезжайте. Воспринимайте вы Конституцию, законы Украины и процесс государственного строительства Украины, оставайтесь, будем это делать вместе. Ну, есть еще такая категория людей тихих, скажем так, сепаров, которые будут вот никуда не поедут, а как бомба замедленного действия, вот, ждать прихода своего часа. Вы понимаете, он был всю жизнь, он родился, скажите, вы говорите, тихим сепаром. Он им стал. А почему он им стал? Потому что, была какая политика на Донбассе Украины все это время? Она впечатлила это население. А сейчас мы можем чем-то впечатлить население Донбасса, успехов Украины? Потому что надо еще плюс экономические реформы, всю эту коррупцию, наконец-то всю эту коррумпированную, что за эти 5 лет мы упали на самое дно по уровню жизни. У нас последнее место в Европе. По уровню коррупции мы на 1-м месте в Европе. Значит, тут страшные вещи. Их нужно срочно решать, санировать. Не решив это здесь у нас, что мы можем требовать там? Это сама коррупция и низкий жизненный уровень есть опасность вообще для существования украинского государства. Очень важно эти вопросы решить в ближайший год-полтора. Уже вечером центром протестов стала площадь перед офисом президента. Участники движения сопротивления капитуляции начали устанавливать палаточный городок и сцену у здания и анонсировали начало так называемой высадки на Банковой. Участники стражи дежурили у офиса президента всю ночь и собирались стоять здесь и до завершения нормандской встречи. Были и те, кто требовал отставки главы офиса президента Андрея Богдана. Вмешалась полиция, правоохранители блокировали машины, которые везли палатки, а Нацгвардия окружила офис президента, защищая его от митингующих. Все подробности узнаем у нашей журналистки Милены Амиди. Она сейчас находится в Киеве, прямо под офисом президента, среди тех людей, кто стоит там и ждет результатов нормандской встречи. Доброе утро, Милена. Селям алейкум, Романе. Доброго ранку. Алейкум селям. Я что-то не вижу за твоей спиной людей. Неужели все разошлись? Я зараз все покажу в деталях, хоча ти багато вже чого розповів, але мені є що додати. Я розпочну з тематики Криму, добре? Безусловно.
Отже, не забули і про Крим на сьогоднішній вчорашній акції. Бачите, тут на плакатах вже питають люди, як там Крим, повертай Крим. А також написано, що капітуляція – це смерть твоя. Отже, продавати це право користування землею. Бачите, піаніно, тут навіть квіти, трояндочки, багато дуже прапорів і багато тих, ну хоча ні, насправді не дуже багато. Вчора вночі дивилася я трансляцію, було людей дійсно з декілька тисяч. Наразі я бачу, що лише сотня людей, але пропоную одразу до них піти і попитати, чи вони зночі, чи вже прийшли сюди. Тому що о 7:46 встає сонце над Києвом, а люди вже тут, розумієте? Мені от цікаво. Я бачу, що от тримають прапори і політичних партій, українські, кримсько-татарського поки що не бачу. Можливо, це дійсно питання часу. Бачите, люди гріються тут. Я зараз її попитаю. Доброго ранку, телеканал АТR в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, ви тут зранку? Так, з вечора. Ви не будете? З вечора, да. З ночі? Зранку ще, да. Та ви Я що? зранку сьогодні. А хто з ночі тут? Розкажіть. Хто? Я з ночі. Як ви то витримали? Розкажіть, будь ласка. Ну, так, витримали. Що робили? Що тут взагалі вночі відбувалося, коли всі журналісти поїхали? Мирно було все, тихо, спокійно. Грілися коло бочки цілу ніч. Сиділи отак, як зараз сидимо. Всі активісти, які з вчорашнього дня були. Хто в палатках був, хто коло бочки грівся. Отак і відбувалося. Ніяких провокацій не було, все було дуже спокійно. Ніхто навіть і не намагався робити провокацій. Скажіть, будь ласка, кажуть, що сцену заважали вам встановити. Дійсно то було так? Да, дійсно було десь о 6-й, навіть раніше. Не пускали. Вечора. 6, да? Якраз почали встановлювати, не дали пустити, апаратуру не пустили, все. А потім о 7-й годині все таке пропустили, все занесли і сцену встановили. Бачите, дійсно, сцену дійсно вже встановили. Дуже це далеко, тож я просто не встигну туди дійти. І я бачу людину, яка от щойно я сказала про кримсько-татарський прапор, і вона з'явилася. Давайте зараз поспілкуємося. Хто це? Селям алейкум, телеканал АТR в прямому ефірі. Та ні, ви повинні дати коментар, тому що на вас наш прапор кримсько-татарський. Нічого? Нічого. Нічого. Чому? АТР 7. Ага. Отже, продовжуємо. Вони захотіли з нами говорити, що ж тут поробиш. А давайте йдемо далі. Бачу ще людей з прапорами. Доброго ранку. А ви тут зранку чи все ж таки зночі? Ми зночі. Ми були на час. Ми на час були в Іччі, потім прогулялись з Києвом і знову цілу ніч. Да. Ого, розкажіть, будь ласка, а які у вас взагалі плани? Тож важко без сну. Нічого, дуже багато цікавих людей. Справжні патріоти, справжні українці. Спати не хотілося, тому що дуже цікаві зустрічі. І всі... на фронті важче, чим тут. Тому що для нас це не проблема постояти. Ніч простояти і день продержатися. А ми, Конгрес українських націоналістів, вирішили, що ми обов'язково повинні бути тут, щоб наш президент знав. Не можна відступати. Скажіть, будь ласка, до котрої ви взагалі плануєте тут залишатися? Тому що є така версія, допоки ви не будете знати, що ж там з червоними лініями Володимира Зеленського в нормандському форматі. Ви знаєте, ми так і планували, але ми зараз підемо, у нас є дуже важливі справи, і потім приїдуть наші друзі, будуть продовжувати нашу справу. На Майдані, коли Революція Гідності, ми стояли круглі сутки, від початку і до кінця. А зараз ми вирішили, що от ми показали, що ми хочемо, щоб наш президент пам'ятав, що ми, українці, слідкуємо за кожним його шагом, щоб він не зробив помилок. Дякую дуже, почули вашу думку. Як ви самі почули наживо, зараз люди планують залишатися до самої ночі, вже з минулої ночі. Отже, такі от справи, йдемо далі, бо мені цікаво ще дізнатися думки. Милена, спасибо большое, что ты нам рассказала, как все происходит на Майдане, и, вернее, возле офиса президента, и мы обязательно еще вернемся к тебе и хотим узнать подробности, которые происходят там. Ну, мы, как видим, акция немногочисленная, и у нас остается просто 5
5 минут до конца эфира. Хотелось бы обговорить еще такой момент. Реинтеграция Донбасса не станет ли проблемой и причиной нашего заторможения путей европейской интеграции? Не будет ли этот процесс тормозить нашу интеграцию европейскую? И учитывая, что вот уже появились заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что Россия, конечно, применила военную силу против Украины, но это не наш враг. Он об этом заявил в интервью CNN. Предыдущий, 5-й президент говорил, что наша перспектива членства в НАТО это буквально вот-вот, а сейчас. Ну, вы знаете, что страна, которая имеет территориальные проблемы, она в НАТО не принимается. Знаем, да? Поэтому, если мы хотим НАТО, нам нужно решить все свои территориальные вопросы. Это же обычный вопрос. Почему? Это же все тут понятно. же еще обратная сторона. Мы решаем наш вопрос, да. Но, как мы уже говорили про такой информационный фон, который существует там на Донбассе, необходим же, наверное, будет какой-то референдум, и как будут люди голосовать. Референдум, опять же, там, да, вы имеете в виду? Выборы? Да, по вступлению в НАТО. В НАТО. Как кто захочет, так и проголосует. Это такой вопрос. Но опять же подчеркиваю, что имея проблему Крыма и Донбасса, я вообще мне трудно вообразить, как мы будем решать вопрос по членству. Значит, хотя бы по Донбассу мы должны закрыть этот вопрос. Хотя бы по Донбассу. А потом по Крыму у нас открывается очень хорошая перспектива тогда по Крыму. Потому что там юридически все понятно. И, так сказать, обставлять флажками международного сообщества этот вопрос будет намного проще. Потому что Донбасс, он же постоянно, это точка, болевая точка Украины. Крым – это болевая точка России. Мы должны убрать эту болевую точку для нас и сконцентрироваться, наконец, на возвращении полуострова. Ну, плюсы у нас это, так сказать, мы же на другой волне, да? Если мы возвращаем Донбасс, мы на другой волне уже идем по решению вопроса Крыма. А вот как начать этот разговор, как вот вернуть тему Крыма в повестку дня? Тут хотя бы есть какие-то формы. Минские, нормандские, Крым, мы же с вами говорили уже много раз, видите, постоянно поставили вопрос, а что ж с Крымом, не сдавай Крым и так дальше. Вопрос, а кто сдал Крым? А не является событие конца марта 2014 года капитуляцией? Что вы имеете в виду? Как? Надо же бороться за свою территорию, как вы считаете? Бездействие центральной власти, минимум это преступное, не было. Это преступное бездействие, как минимум, да? Вообще-то все это как бы перешло каким-то образом. Расследовался этот вопрос, я еще не знаю. Мне было очень интересно послушать некоторые вопросы, когда был допрос по Януковичу, когда стали вызывать наших военных руководителей, бывших тогда. Я для себя, катастрофические вещи, армия же была там. Говоришь, там стояла танковая бригада, притом летели туда самолеты с десантниками нашими, их развернули, они вернулись назад. Слушайте, там огромное количество вопросов, огромнейший вопрос. А если бы мы удержали Крым, Донбасса что? Не было. Значит, надо же поискать по Крыму, а кто там, каким образом и почему поступил так, а не иначе. Поэтому вопрос Крыма, конечно же, очень важен. После этого саммита станет ясней нам, как двигаться и по вопросу Крыма. Нужно ли создавать что-то еще, отдельную площадку, мы с вами говорили, было бы логично, правильно и нужно. Или объединить вопросы, Донбасса и Крыма. Вы видите, в офисе говорили о 5 сценариях. Я же их не знаю, но предполагаю, это же несколько вопросов, и один из сценариев говорит и о чем. И объединение, наверное, вопросов Крыма и Донбасса. Поэтому люди беспокоятся, очень хорошо, что они беспокоятся, чтобы президент ничего плохого не сделал. Но вопрос, когда нет федерализации, а что, Зеленский хоть раз сказал о федерализации? Даже автономизацию осуждает. Речь идет об особом статусе, который может превратить... Особый статус абсолютно не есть федерализацией. Мало того, вы меня спрашивали, а пойдут ли в Евросоюз? Так вот, Хорватия, возвратив времена оккупированной территории, есть членом Европейского Союза и есть членом НАТО.
Вот такая и у нас перспектива, если, подчеркиваю, мы вернем временно оккупированные территории. Благодарю вас, спасибо, что Спасибо пришли в вам. студию. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» с Алексеем Галыч, так что не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров уже там. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Меня зовут Сейтумер. В 1944 году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. В депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу? Понеділок, 9 грудня, 2118-й день окупації Криму Росією. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Історичний день. Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини обговорять ситуацію в Україні. Минулого разу така зустріч відбувалася 2016-го. О 16-й за київським часом Володимир Зеленський має прибути до Єлисейського палацу. Спочатку він зустрінеться з очільником Франції Еммануелем Макроном, потім з канцлеркою Ангелою Меркель, а чотиристороння зустріч у нормандському форматі розпочнеться о 17-й. О 19:45 лідери країн повідомлять про її результати на прес-конференції. АТР слідкує за подіями. Усі відкриті заходи транслюватимуться у прямому ефірі. Червоні лінії для Володимира Зеленського. Багатотисячні акції пройшли напередодні зустрічі в нормандському форматі по всій Україні. Найбільше людей зібралися на Майдані Незалежності. За оцінками правоохоронців, близько 8 тисяч. Перед мітингувальниками виступили представники опозиції. Вони заявили, президент не має здати інтереси України на зустрічі нормандської четвірки. Мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил Путин против наших народов, нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы. И не выпрашивать переговоры, а говорить, что каждый из нас будет биться до тех пор, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье преступников. Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим. Новая влада должна четко для себя это уяснить, что никаких заборов на нашей территории, никаких подвешиваний и замораживаний наших территорий мы им не позволим. Как не позволили это все эти 5 лет борьбы. Слава Україні! Надвечір близько 2000 людей зібралися біля Офісу президента на Банковій. Вони встановили кілька наметів та побудували сцену. Вхід у будівлю охороняли правоохоронці. Люди залишилися біля Офісу президента на ніч. Акція продовжиться і сьогодні вдень. Молитва за Україну. Папа Римський Франциск присвятив частину недільної проповіді майбутній нормандській зустрічі. Він закликав помолитися за те, щоб вона дала свої плоди задля миру та справедливості. Тим часом акція «Підтримай Україну. Зупини російську агресію» відбулася в Парижі. Кілька десятків людей пройшли ходою від пам'ятника Тарасові Шевченку до площі Сен-Жермен в середмісті Парижа. Вони нагадали європейцям, що Україна 5-й рік віч-навіч зіштовхується з агресією Росії і щодня на війні гинуть люди. Це відбувається сьогодні в Європі, і ми не повинні забувати про це. Ми маємо бути думками з Україною, з президентом Зеленським, щоб підтримати Україну і зупинити Путіна. Ми маємо закликати лідерів Франції та Німеччини, щоб вони не штовхали Україну до капітуляції. Президент їде на нормандську зустріч, озброївшись інформацією, а Україна готова до будь-яких сценаріїв, які можуть розгортатися після її закінчення. Таку заяву зробив за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони секретар Олексій Данілов. Воно було підготовчим до перемовин у Парижі. Обговорювали, зокрема, припинення вогню на Донбасі, звільнення політв'язнів, контроль над російсько-українським кордоном. Зібрав нам з регіонів
Варіанти є на будь-який випадок. Якщо ми домовимося частично, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є 5 варіантів наших дій. Всі готові, всі органи центральної влади, всі наші Збройні сили, всі наші спеціалізовані органи, всі готові до будь-якого сценарію. Відведення російських військ з Донбасу та обговорення питання Криму – це ті результати, які продемонструють, нормандська зустріч була успішною. Ймовірність такого результату існує і залежить від принципової позиції Німеччини і Франції. Що привезе з Парижа український президент? Чи наважиться, як обіцяв раніше, підняти там питання Криму? І що означатиме замовчування під час нормандської зустрічі анексії півострова? Далі у нашому сюжеті. З наближенням нормандської зустрічі заяви від України та Росії все більше нагадували гру в покер. В Україні озвучували бажання чітких дат виведення російських військ, встановлення контролю над кордоном, звільнення бранців. Навіть пригрозили планом Б із стіною на Донбасі. Натомість Кремль демонстрував небажання зустрічі та виставляв нові умови. Не буде ні перемоги, ні зради, коли будуть оголошені, причому гучно оголошені певні домовленості про те, що от ми йдемо на черговий обмін військовими, що ми там будемо гарантувати припинення війни, там ще щось, обстрілів, там ще щось. Мені здається, що для України, до речі, цей варіант не менш небезпечний, аніж зрада. Чому? Тому що процес вчергове буде затягуватися. За 3 дні до перемовин у Парижі з Кремля чітко пролунало. Москва не очікує угоди з зобов'язаннями. А щодо питання Криму, там заявили, буцімто зустріч 4 стосується виключно мінського процесу. Позиція, що нормандський формат, як і мінський процес, офіційно не передбачають питання Криму, Путіну дуже вигідна. Тому і погодився на зустріч, впевнені експерти. За російським задумом перемовини із лідерами інших країн, де не буде обговорення Криму, стануть одним із кроків із визнання півострова російським. В будущем Путин обязательно заявит, что представитель Украины присутствовал и там, и вопрос Крыма не ставил, значит, вопрос Крыма не стоит в повестке дня. Если на нормандской встрече вопроса Крыма не будет, то я считаю, что Зеленский не должен участвовать во встрече этого формата. Непідняття в Парижі питання Криму стане не лише мовчазною згодою з анексією 2014 року, а й принесе Україні не менш важкі наслідки. Зокрема, агресію Росії проти України Москва зможе переформатувати у внутрішній український конфлікт. Це неминуче спричинить наступні наслідки. Перше – переведення Росії з категорії агресора у категорію посередник і гарант нових домовленостей. І друге – усунення правової і фінансової відповідальності Російської Федерації за розв'язану війну, заподіяні жертви і збитки, перенесення цієї відповідальності на Україну. Запобігти такому сценарію Зеленський може, якщо підніме питання Криму. І не наодинці з очільником Кремля, а обов'язково в присутності канцлера Меркель і президента Макрона. І президент України має наполягати на фіксації результатів перемовин. Ми маємо справу з лжецом, с коварным врагом, поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. В каком-то контексте сослаться на резолюцию ООН от 27 марта 2014 года, где говорится, осуждается агрессия. Дуже важливо, щоб меседжі з боку президента України були такими, щоб жодні інформаційні провокації Росії вони не досягли своєї мети. Меджліс кримськотатарського народу напередодні саміту в Парижі вже закликав президента України порушити питання повернення Криму. Якщо ж Путін відмовиться говорити, заявити західним партнерам про необхідність зустрічі в іншому форматі. Бажано із країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Основоположним принципом міжнародного права є пакта сун серванда, тобто договори повинні виконуватися. Оскільки в меморандумі немає ні Криму, ні Донбасу, але є Україна, тобто вся територія України, з включенням, безумовно, і Донбасу, і Криму. Будапештський меморандум уклали в 94-му. США, Росія та Великобританія в обмін на відмову від ядерної зброї надали Україні гарантії суверенітету. Вікторія Бойка, Заман, АТР. Білорусь повстала. Близько 1000 людей вийшли на центральну площу Мінська в суботу. Протестували проти так званої глибокої інтеграції з Росією. На переговорах у Сочі президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін обговорювали плани союзної держави із єдиним управлінням 2 країнами – спільним урядом, парламентом та президентом. Кремль при цьому обіцяє знизити ціну на енергоносії для Мінська до внутрішньої російської.
Протестувальники натомість висловлюються проти фактичної втрати суверенітету республіки. Мітинги у Мінську тривали 2 дні. Вони були не санкціоновані, проте поліція не намагалася розігнати зібрання. Невелика штовханина із людьми в цивільному сталася на сходах Палацу Республіки, куди хотіли зайти мітингарі. Путін і Лукашенко мають зустрітися ще раз 20 грудня у Санкт-Петербурзі. Білоруська опозиція на цей день планує масштабну акцію протесту. Нас большість. Ми за незалежність. Живе Білорусь! І на цьому у мене все. Вже за кілька хвилин прямий ефір каналу АТР продовжить Роман Спірідонов. Більше актуальних новин шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів на нашій YouTube-сторінці. Гарних вам новин, залишайтеся з нами. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине,
ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Продолжается информационное утро на АТР. И гость этого часа — спикер Национального корпуса Александр Алферов. Доброе утро. Доброго ранку. Мир или обострение ситуации на Донбассе? В Совете национальной безопасности и обороны готовы к любому финалу сегодняшней встречи нормандской четверки в Париже. Об этом по итогам закрытого заседания во главе с президентом Владимиром Зеленским заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Давайте послушаем, что он сказал. Президент їде до нормандського формату озброєний певною інформацією, я думаю, яка буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої держави. Я хочу зауважити, що 22 установи відпрацьовували всі ці процеси, і наші спецслужби, безпосередньо служба зовнішньої розвідки, служба головного управління Міністерства оборони, служба прикордонної розвідки, служба, яка займається розвідкою Служби безпеки України, контррозвідка, всі відпрацювали і всі отримали відзнаку дуже якісної, хорошої роботи, саме, скажімо так, по цьому напрямку. Вы участвуете в акциях, которые происходят сейчас в Киеве, были на Майдане, и ваши люди сейчас под офисом президента. Это вы таким образом поддерживаете Владимира Зеленского? Щоб він не наделав там ошибок? Якщо Володимир Зеленський це може сприйняти як підтримку, то він має це використати безперечно і сказати, що народ проти. Бо у нас є свої вимоги, і він завжди може апелювати до людей, які вийшли до адміністрації, до офісу, і сказати, бачите, в Парижі, народ хоче, щоб я не здавав Україну. Тому, ну, він же теж так говорить? Так, безперечно. Він же теж говорить, що не хоче цього? Безперечно, він не хоче, але ми не знаємо як остаточної мети, бо і Данілов, і всі інші, Пристайко, вжили заяви про 5 варіацій, про якісь дорожні карти, але вони не оприлюднені. Ми не знаємо, з чим президент Володимир Зеленський поїхав. Ну подождите, это же переговоры, вы же в них не участвуете. Должны быть какие-то секретные материалы, хотя бы не для общего пользования, с которыми мы поедем на встречу. Сьогодні ми про це дізнаємося, але як і громадськість, широка, так і політичні партії, низка, в тому числі Національний корпус, робить все, щоб надати можливість президенту почути голос тих людей, які дійсно і воювали, і творили, скажімо так, цю політичну ситуацію в країні останні роки. Тому я переконаний, що Володимир Зеленський це може прекрасно використати, власне, як метод того, щоб сказати, що він на цих мінських перемовинах не здасть Донбас. Ну, вот вы говорите, что не знаете, ну, есть прямые заявления, которые в той или иной форме повторяет и президент, и говорит министр иностранных дел. Полное и постоянное прекращение огня, контроль над границей, разоружение, выведение незаконных вооруженных формирований, и только потом выборы на основе украинского законодательства. Вот это основные элементы, с которыми наша делегация поехала в Париж. Ну, об этом сказал Вадим Пристайко. Ну, я думаю, що ви теж за ці тезиси. Хороші тезиси, але що таке припинення вогню? В результаті чого? Це тимчасове припинення вогню, як ми спостерігали це, наприклад, у 2015 році. Це припинення вогню через виведення звідти російських військ. Це припинення вогню через те, що українська армія відновить контроль над територією до кордону України з Росією. Розумієте, можна в будь-яких варіаціях говорити цими фразами, але яка остаточна мета за кожною з них? Що за словом «мир» ми бачимо? Капітуляцію чи за словом «мир» ми бачимо відновлення України в тих територіях, які були до війни з Росією?
Ну вот даже по сегодняшним сообщениям штаба ООС оккупанты трижды нарушили режим тишины, стреляли под Мар'їнки, Широкино, там работали гранатометы. Вчора було 11 обстрілів і 1 загиблий. Ну і, до речі, тут про загиблих, пам'ятаєте, коли командир бригади підірвався на... Да. Так, і що б там не казав, він підірвався на території так званої лінії розведення. Обстріли ведуться з українських позицій колишніх. Ми про це маємо теж говорити, що вони зайняли наші позиції насправді. Где? Как? Потому что такой информации нигде нет. Ну, бачите, ваші представники вже в Золотому? Річ йде о Золотому? В Золотому розведення не відбулося так, як вони це маркували в засобах масової інформації, а от на інших ділянках то дійсно є відомості про те, що сепаратисти просто зайшли на ті позиції українські, які українська армія покинула. Точніше, і зайшли. Це район Троїцького, Богданівки, там, де, власне, з тих позицій українських ведуться обстріли. Тобто вони заходять, йдуть обстріли, відходять. Странно, нет ніякої реакції офіційної. Ну, бо ми знаємо, що так само немає жодних реакцій на ті обстріли, які зараз продовжуються. Хоча ми пам'ятаємо про 7-денні терміни, це можливі озвучені, так, перед розведенням. Закриваються очі. Ну, смотрите, в то же время, как сообщают некоторые источники в Генштабе Вооруженных сил, планируется усилить позиции в пунктах соприкосновения с ОРДЛО. Это для того, чтобы не было невозможно каких-то непредвиденных ситуаций, которые могут произойти в связи со встречей в нормандском формате. И вот есть информация, что всю прошлую неделю и сейчас в зону боевых действий отправили вооружение и продолжают перекидывать даже тяжелую артиллерию и технику. Ну, правда, тоже происходит и с той стороны, там такое же происходит усиление. Это нормальная реакция на встречу в нормандском формате? Так должно быть? Ну, вы знаете, Или это может воспринято быть как нарушением договоренности? З приводу озброєння, то ми прекрасно розуміємо, що на території України, офіційної держави, та ще підконтрольно стоїть ОБСЄ. Так? Ці спостерігачі, які часто закривають очі на тому, що відбувається за територією підконтрольної України, то тут вони постійно проголошують про ті чи інші порушення. Я не впевнений, що ми аж так підводимо артилерію близько, щоб про це не дізналися спостерігачі ОБСЄ і не зафіксували це. На даний момент ми прекрасно розуміємо, що відведення, створення сірої зони, демілітаризація території – це все йде крок за кроком в контексті домовленостей перед нормандською зустрічю. Я не переконаний, що Володимир Зеленський буде зривати зараз, бо бачимо, що він просто семимильними кроками намагався наблизити день зустрічі в Парижі. І, відповідно, будь-які підведення, ну, звісно, українська армія є. Так, так. А что в вашем понимании капитуляция? Вот чего не должен допустить президент в Нормандии? Ну, Національний корпус вважає, що капітуляція і допуск Нормандії – це проведення виборів в ОРДЛО. Це відведення українських військ. Це не досягнення мети під контролю над всією українською територією, яка нині окупована російськими агресорами. Ці позиції є принциповими. І водночас амністія бойовикам. Надасть він її, не надасть. На які домовленості він піде, щоб провести вибори. Бо у нього, зрештою, є перша мета – це проведення виборів в ОРДЛО. Яким чином вони будуть проводитись, це вже інший механізм, і яка буде діяти система виборчого права, так? Очевидно, що мажоритарне буде там діяти. Що буде в контексті тих людей, які займали посади адміністративні в ОРДЛО. І зрештою, тобто ми говоримо про те, що капітуляція – це не відстоювання українського інтересу, української держави на цей момент. Ну, може, амністія – це той компроміс, який допустим? Було багато розмов з приводу амністії, так? Ну, люди, які порушили закон України, і це не просто про державну зраду на рівні там, економіки чи там, шпигунства, так? Це рівень підняття зброї проти українських громадян. Тому, чи можливо амністувати бойовиків? Ні. Так Зеленский вот у Савика Шустера в эфире вчера сказал, что это невозможно. Мы можем сейчас его послушать. Давайте, я продолжу. Что сказал Владимир Зеленский в эфире? Коли за столом сидять великі боси, представники імперій, я дуже не хочу, щоб ми були тією стравою, яку подають на стіл цим великим босам.
Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною, незалежною, сильною країною. Я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо по Мінську, обмін, скільки людей, що таке всіх на всіх. Тому що, ви знаєте, там є, ну, може хтось не знає, там є списки узгоджених, списки неузгоджених. Не буду зараз в деталі. Найголовніше, скільки людей ми можемо повернути додому. Скільки конкретно і коли. Друге питання. Якщо припинення вогню, хто за це несе відповідальність? Що мені боятися? Я президент вільної країни, я нормальна, порядна людина, я не продаю нашу країну нікому, ніколи, ні за що. Моя позиція дуже проста, що в момент виборів, коли вони стануться, на тимчасово окупованому, в тимчасово окупованому Донецьку і в тимчасово окупованому Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон, український кордон. Якщо виводяться війська, озброєні, незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію. Амністію людей, у яких немає рук в крові. Ну вот, это ответ на ваш вопрос. Так, безперечно. І я хотів продовжити думку, що амністія десь мова не просто про бойовиків, а що ми будемо думати про людей, які, наприклад, керували адміністраціями. Я вже не говорю про тих, знаєте, замполітів, які виховували вже на сьогоднішній день 5-річних дітей, які народилися в 2014 році, так, і які сьогодні називають укропи, бандерівці. Тобто, що ми будемо робити взагалі з людьми, не просто які тримали зброю, а які керували цим регіоном? А що ми повинні з ними робити? Ну, зрештою, тут йдеться мова про, знаєте, або позбавлення громадянських прав, або йдеться мова про дійсно судові вироки, якщо вони діяли як, ну це зрада державна, якщо ти керуєш якимось установою, якщо ти керуєш якоюсь територією і не визнаєш суверенітет України, не визнаєш її цілісність, то це державна зрада, правда? Я думаю, що тут є робота для СБУ, бо все ж таки ми маємо якісь відомості, я сподіваюся. Ну, у нас там же цілий мер працював під прикриттям. Так, мер. І ви знаєте, дуже багато людей працює під прикриттям. Контрабандно тільки займаються вони там все більшості. Ну, это для того, чтобы создать имидж злодея. Бесспоречно, да. Ну, смотрите, у нас же наше законодательство сейчас позволяет решать эти вопросы. Ну, кто-то пойдет там по статье госизмена, кто-то будет сидеть по другим каким-то уголовным статьям. Или нужна какая-то база, какая-то концепция, которая должна определять, что делать, когда мы деоккупируем территорию. Пане Роман, знаєте, тут питання насправді начебто не складне, але давайте глибину подивимося. Ми не знаємо, скільки там людей залишилось. Насправді. Так? Ми не знаємо, насправді, яка там ситуація. Ми не знаємо цього. Ми не знаємо, що твориться за верхівкою цього айсберга. Тому, насправді, на сьогоднішній день оці от навіть законспіровані мери інформації нам не побільшало з того. Ми пам'ятаємо прекрасно з вами, що і на АТР так само транслювали, як за участю ОБСЄ українські війська відходять, як іде моніторингова місія вся. А чи бачили ми ті самі кадри, наприклад, з території окупованих територій? А ми там бачили, як запускали білу ракету. Ну, може, свисток зелений ще був, пам'ятаєте? Ми не бачимо цього. И меня еще такой момент немножечко задел, когда я видел эти кадры, когда представители ОБСЕ просто переписывают номера оружия. Ну, я понимаю, что, наверное, какая-то процедура необходимая, но все, ну как это? Мені згадалася військова практика, де були всі ці дотошні цифрові елементи щодня по кілька разів. Ну, це бред, і це не в цьому, не в номерах справа. ОБСЄшники це прекрасно розуміють, і справа не в тому, що ти зафіксував номер зброї, так? А справа в тому, що ти можеш зафіксувати загальне положення речей. Ти міжнародна організація, яка фондується іншими країнами заради створення миру в Європі, простеження за ним. Не твоя справа зброя. Ну, а зачем это делается? Мне не очень понятно. Вигляд роботи. ОБСЄ часто робить вигляд роботи. І тут абсолютно, навіть, розумієте, коли ми говоримо, президент сказав про вибори, так? От, і ОБСЄ зачепили тему, і багато говорили попередні місяці навіть, що ОБСЄ буде одним з органів, які будуть контролювати вибори. На сьогоднішній день ОБСЄ може виставити в кращий варіант з усіма своїми
організаціями-партнерами 1000 спостерігачів, а там 1500 дільниць. У нас есть более приятные новости. Дело в том, что тут произошли переговоры с Международным валютным фондом, и он таки одолжит Украине $5,5 миллиардов на 3 года. Об этом время телефонного разговора договорились президент Владимир Зеленский с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Когда и на каких условиях Украина начнет получать деньги от МВФ, узнаем у инвестиционного банкира Сергея Фурсова. С нами на связи. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Но это победа, да, можно сказать, что было много разных разговоров, говорили, что результата не достигнуто, что мы деньги не получим. И теперь идет речь о $5,5 миллиардах. Это те деньги, что нам нужны, как вы считаете? Смотрите, пока что это только шаг к победе. Это еще не сама программа, это вот мы получили так называемый staff level agreement. То есть мы очертили, какая должна быть программа, теперь Украине еще предстоит выполнить там несколько условий, и потом программа будет подписана. Скорее всего, это будет уже где-то в конце января. Относительно суммы, для нас важна не так сумма, как сам факт сотрудничества с Международным валютным фондом. 5,5 миллиардов, ну окей, 5,5 миллиардов. Там могло быть точно так же 2 миллиарда или 10, это не имеет никакого принципиального значения. Наверное, значение имеют условия, на которых мы получим эти деньги. Что это за условия? Ну, смотрите, меморандум мы пока не видели, поэтому говорить об условиях конкретно рано. Но, в принципе, продолжаются все те... Это программа тех же реформ, которая была последние 3, 4, 5 лет. Ничего нового там не добавляется. То есть те вопросы, которые критически важные, которые, судя по всему, были оговорены в этом телефонном разговоре президента, это прежде всего вопрос влияния Коломойского и ограничения его хотелок. А есть ли в этих условиях что-то о рынке земли и праве иностранцев покупать землю? Смотрите, о рынке земли есть, о праве иностранцев нет, потому что на самом деле МВФ никогда не говорила, какой вид рынка земли они хотят. Они не могут, это суверенное право Украины решать, делать хуже или делать себе лучше, там, запрещая иностранцам. Там есть вопрос просто о рынке земли. Ну, он же не просто вопрос о рынке земли. Есть у вас информация, как он сформулирован? О чем идет речь? Детально. Украина обязуется создать рынок земли. Все. Включать или не включать иностранцев в перечень – это ограничения, которые являются частью модели рынка земли. МВФ не предлагает Украине модель рынка земли. МВФ говорит, что, ребята, ну, у вас дичь, у вас одна из 6 стран мира, где нет рынка земли, давайте вы ее введете, это будет хорошо для вашей экономики. Планировалось, что эти законы о земле будут приняты к концу года. Сейчас такая вероятность тает с каждым днем. Значит ли это, что первый транш появится еще не скоро? Ну, смотрите, раньше конца января у нас не будет заседания правления фонда, и раньше конца января у нас точно не будет программы. Это даже если в этот четверг проголосует рынок земли, это все равно не поменяет хронологию. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Сергей Фурс, инвестиционный банкир, нам рассказал о программе сотрудничества с МВФ. Вот у Нацкорпуса есть наверняка свое видение, да, сотрудничества с МВФ. Как вы считаете, это необходимо для нашей экономики? Или это кабала, в которую мы там уже попали на довгий год? Знаєте, ринкова економіка, яка не живе за рахунок того, що існують кредити, мікрокредити, так, взаємопозики, це, зрозуміло, система якихось п'ятирічок Радянського Союзу, так і планової економіки. Економіка жива, дійсно. І ми говоримо про те, що сьогодні позик МВФ добре чи погано. З іншого боку підійду, в Україні достатньо коштів, які знаходяться в тіньовому секторі. Ми про це знаємо прекрасно. І ці мільярди можна витягнути справді за рахунок припинення контрабанди, наприклад. Тож тут, панове міністри, так би мовити, вирішуйте самі. Ви хочете брати позику, чи ви хочете ці гроші витягнути з власних кишень, які вони потрапляють через контрабандні схеми? Ну, вот вы сейчас сказали фразу, что это рыночная экономика, что так необходимо развиваться. И в то же время, насколько я знаю, позиция по рынку земли у вас не совсем рыночная, скажем. Вона абсолютно ринкова, проте має одне застереження. В Україні йде війна. І ціна сьогоднішнього гектару
на сьогоднішній момент. 1500, 2200 доларів може бути. Десь так прогнозують. Ну, говорили там некоторі до 4. До 4 це дійсно на чорному ринку, очевидно, і буде відбуватися. Ціна землі, наприклад, в Польщі 12 тисяч доларів. Нідерланди 82. Ну, тут розмір країни. Так. Ну і уровень розвитку теж. Італія 40 тисяч доларів гектар землі. Так. І ми говоримо про те, що зараз ціна землі мінімальна. І зараз в умовах війни цю землю, по суті, будуть за безцінок продавати. Тобто ми будемо знов-таки говорити про те, що будуть люди, які мають можливість її купити, і за старою схемою 90-х років купив-продав. Купив землю, засадив соняшником, рапсом. Наши крестьяне и так ее отдают за бесценок, отдавая в аренду, получая в год $300 Погоджуюся. Я навіть буду апелювати до творів українських класиків, пам'ятаєте, 100 тисяч. Взяти гроші, щоб купити землю. Так? Земля, земля, земля. Тобто той український селянин 19-го стріччя давно вже зник. І зараз інший селянин, ми це прекрасно розуміємо. Але піднімається українське фермерство. Ми проти того, щоб сьогоднішня українська земля в час війни, коли вона продасться за безцінок, буде знаходитись в руках тих самих олігархів, людей, які мали можливість її купити. І окрім того, вони її будуть просто знищувати не для фермерських потреб знов-таки, а з засадженнями рапса, які знищать за 3 роки цю плодючість землі. Розумієте? Ми про це йдемо. Мова про це йде. Що дійсно сьогодні, 21 сторіччя, ринок землі має існувати, але не за умов війни. Но, тем не менее, значит ли, что это соглашение, это такой знак поддержки политического курса Владимира Зеленского и такая своего рода поддержка, в том числе и встречи в нормандском формате, потому что это произошло как раз-таки накануне? Це хороша, насправді, думка про те, що це, можливо, дійсно сигнал. Пам'ятаємо, що за урядування Порошенка теж ці транші відбувалися, позики, так, і пам'ятаємо, як їх заморожували, розморожували. Така певна гра була. І розморозили черговий транш. Перемога, так. Ну, зрозуміло, що це насправді показник того, що МВФ не дало б гроші, якщо б не бачив якісь певні моменти назрівання стабільності. І тут ми говоримо не про Зеленського, ми говоримо не про Порошенка, ми говоримо про цілому економічну ситуацію в Україні, тому що, бачите, транш пішов на перетині все ж таки 2 президентств. І це дійсно це хороший сигнал, насправді. Що за ним стоїть? Чи дійсно перед нормандським форматом зустрічі, чи ні? Чи це дійсно так просто співпало? Говорити важко. В предыдущем нашем эфире мы связывались с экспертом по Донбассу, с Сергеем Гармаш. Нам предположил, что, скорее всего, эта встреча в Париже закончится соглашением об обмене пленных. Ну и все. Тактичними, да, якимись рішеннями? Ну вот это максимум, который там может быть достичь. Ваш прогноз? Розумієте, складно прогнозувати щось, що відбудеться за кілька годин, і потім не потрапити в історію з поганим прогнозом, правда? Безперечно, Зеленський їде з кількома, скажімо так, проханнями. Це дійсно обмін полоненими, це прохання про, скажімо, початок якоїсь виборчої процедури, щоб Путін погодився це делегувати своїм собакам, які сидять на Сході. Але, зрештою, у Зеленського, ви знаєте, є зараз сьогодні прекрасна можливість цей нормандський формат, як і Мінськ в цілому, які не працюють, просто раз назавжди поставити на ньому крапку. Обмін полоненими не досягнули вийти з цього формату. Ці формати не працюють сьогодні. А що сработає? Здається, мені день тому був, чи 2 дні тому було річниця Будапештського меморандуму. Да, було. Я думаю, що сьогодні Україна має достатньо козирів в світовій політиці, щоб стати сильною державою і не попрошайкою. Що це за козирі такі? Цей козир називається Автономна Республіка Крим в складі України. Я переконаний, що тут світова спільнота, а Путін не хоче говорити про Крим сьогодні, безперечно не хоче. Він буде говорити про газ, він буде говорити про Північний потік-2, він буде говорити про ситуацію в цілому, гуманітарну катастрофу в Україні, на Донбасі, безперечно. Але ми знаємо чітко, що ситуація з Кримом – це неймовірне, це козирний туз в руках президента Зеленського. І цього туза ніколи Путін не дозволить покласти на стіл в Парижі. Я переконаний, що Україна сьогодні має цей величезний козир для того, щоб пред'явити всім, насправді, гравцям великої політики, що ми маємо свою позицію. Починаємо. Так уже всі знають, що у нас козир, що ми хочемо. Але цей козир не проговорюється. Знаєте, тобто Штайнмаєр – це не сьогоднішня вигадка, правда?
Штайнмаєр – це все ж таки Петро Порошенко, Мінські угоди. Бачимо, ці всі процеси перемовні, вони йдуть, так би мовити, ми в них беремо участь. Не ми їх організовуємо і не ми ставимо цю повістку денну. Ми насправді беремо участь і в тих рамках, де нам дозволяють говорити, ти говориш про це сьогодні, завтра про це. Більше питань не порушуємо, тому що питання Криму загострить ситуацию. Ну, вот есть заявление Меджлиса, которое накануне встречи было опубликовано, и в нем говорится о том, что тема Крыма должна быть в присутствии всех переговоров. Почему Владимир Зеленский этого не слышит? Ну, бо він діє в контексті нормандської зустрічі, він діє в контексті Мінських угод, де Крим відсутній. То есть наша дипломатия сегодня не способна изменить ситуацию, даже вот в этом процессе? Здатна, якщо сьогодні в Парижі Володимир Зеленський почне нагадувати світовій спільноті, що існує Крим. Бо за сьогоднішніх етапів політичної нашої стратегії з 2015 року Крим відсутній. Мінська, нормандська зустріч, вони мертві як такі. Це гра за правилами агресора. На сьогоднішній день треба думати про інші зустрічі. І бачите, позиція, наприклад, Британії, ну, вона не зрозуміла. Ну, у них там свой Брексит. Безперечно, у Німеччини теж свої вибори. Ну и позицию Трампа мы тоже знаем. Договаривайся, Володя, с Володей сам. Это будет чудесно. Так, ну позиція Трампа, вона настільки непередбачувана в цілому, що... Ну, это основные гаранты Будапештского меморандума. В тому-то і справа, так. Так а в чому ж тоді этот меморандум дійствен? Так в тому-то справа, що він не діє. Тобто ми віддали свій ядерний потенціал, ми віддали свій захист, ми були в п'ятірці країн за ядерним потенціалом в світі. Ми віддали, взамін отримали що? Що наші гаранти закривають очі. Вони навіть не входять в процес переговорний, якщо ми говоримо так про Британію, наприклад. Давайте поговорим о фоне, который предшествует встрече. Ну, я имею в виду внутриукраинский фон. Со вчерашнего вечера под офисом президента на Банковой собралось несколько тысяч людей. Люди пришли сюда накануне возможной личной встречи Владимира Зеленского с Путиным в рамках сегодняшнего саммита в Париже. Они призывают президента Украины не допустить капитуляции. Организаторы акции «Высадка на Банковой» намерены стоять под офисом президента до тех пор, пока станут известны решения Нормандской четверки. И сейчас там под офисом президента работает наша журналистка Милена Амиди. Мы можем посмотреть, как изменилась ситуация с часом тому назад, когда там достаточно было малолюдно. Селям алейкум, Милена, расскажи, что происходит сейчас под офисом президента. Селям алейкум, Романе. Не скажу, що з минулої години побільшало тут людей, однак металеві рамки вже встановили. Бачите, і Національна гвардія також стоїть. Але поки що люди проходять спокійно, жодних якихось провокацій ми не бачили. Зараз я вам покажу, як встановлюють вже потроху кухню. Мені цікаво навіть, чим будуть пригощати. Доброго ранку, ми в прямому ефірі. А скажіть, будь ласка, чим будете пригощати? Скільки тут кілограмів? Ви знаєте, напевно, під хороше вже 40 дійшло. Що, всю ніч готували? Та дадик, година часу. Беріть. Скільки плануєте таких казанів ще? Не знаємо ще. Та забирай в руку. В руки пригощають гречкою, тут вже така черга невеличка утворилася, працюють також журналісти з інших телеканалів, а ми йдемо далі. Я вам покажу, наскільки тут наразі небагато людей. Зібралося, бачите, така черга, вже десяток людей з прапорами, ось бачите, з українськими прапорами тут стоять. Всі хочуть поїсти. Романе, взагалі я перебуваю тут і буду ще протягом декількох годин знаходитися безперервно, тож детальніше вже у наступних включеннях покажу. Бо я ще хотіла вам розказати, як працює штаб. Спасибо большое, Милена. Оставайся с нами на связи, мы еще обязательно к тебе вернемся. Очередь за едой, а где акции, где протест? Це все где ваши люди? Національний корпус вчора вийшов на акцію на Банковій. Ми підтягнулися достатньо великим складом. Справді розбили там намети, величезні намети, де навіть мали змогу показувати фільми, проводити лекторії. Ну, все по-серйозному. Тобто цієї ночі активісти Національного корпусу були на Банковій і
Сьогодні там продовжують стояти. Вранці я знаю, що під'їжджають з інших областей вже наші активісти, які і вчора, до речі, були представники Запоріжжя, Одеси, хто встиг приїхати. Ну і сьогодні буде ще більша кількість людей, наших активістів. Ну, ранок він завжди ранок. Ми це прекрасно розуміємо, бо... Тобто війна війною, обід по розписанню. Ми говоримо про те, що в 23-й годині закінчила роботу свою сцена, згідно з законами України. І люди продовжують свою діяльність, так мовити, в цьому містечку. Температура, ну, зрештою, нагадую, все умови 5-річної давнини. От. Хоча, звісно, той, скажімо, градус не той, зрозуміло, тому що тут ідуть люди, які прийшли конкретно говорити про перед нормандською зустрічю. Ну, дещо нагадує, пам'ятаєте, коли Янукович мав поїхати. Підписував асоціацію. Тихий Майдан, там виходили студенти. Тобто люди говорили, що вони підтримують позицію ось таку. Ну вот подобные акции оценил бывший премьер-министр Гройсман. Он сказал, что подобные акции протестов накануне важной встречи в Париже могут навредить Украине. Владимир Гройсман у себя на Facebook призвал поддержать Владимира Зеленского, а не ставить ему палки в колеса. Предлагаю послушать. Президент Володимир Зеленський візьме участь у надважливій та надскладній міжнародній зустрічі у Франції. Це саме той момент, коли політики повинні показати, що вони державники, а не дешеві політикани, які хочуть поставити підніжку президенту як політичному опоненту. Момент, коли ми маємо продовжити боротись та вболівати за відновлення нашої територіальної цілісності. Вот. Зачем ви подножку ставите президенту? Да, цікаво, наш прем'єр-міністр, який ставить підножку ще одному президенту України, екс-президенту, своєму колишньому очільнику. Вчергово хочу сказати, що якщо Володимир Зеленський поїде на зустріч, він може завжди апелювати, що в мене в країні народ проти. Вибачте, друзі, але нормандський формат і ті умови, які мені пропонує Володимир Володимирович Путін, неприйнятні, тому що у нас є такі дорожні карти, які проговорюються у нас, і бачите, народ хоче бачити іншу картину. Тому про підножку тут говорити не треба, але просто треба зрозуміти, що, бачимо, Володимир Гройсман вже веде свій конкретний шлях в перечутті того, що прем'єр-міністра Гончарука, очевидно, будуть скоро знімати, і політичне поле звільнюється, очевидно. Ми можемо говорити, що Гройсман робить хороший, дуже, скажімо так, крок на зустріч до теперішньої влади. А верите ли вы в то, что самый оптимистичный сценарий наш может сбыться после сегодняшней встречи? И какие должны быть наши условия, наши козыри, чтобы Владимир Путин согласился отдать нам контроль над границей, согласился вывести оттуда свои войска, и выборы прошли уже на подконтрольной нами территории? Прогнозувати складно. Єдине хочу підкреслити, що Путін їде в Париж в достатньо некомфортних для себе умовах. І, можливо, щось відбудеться таке, можливо. Ну, давайте просто згадаємо. Вбивство чеченців в Німеччині. Так? Зараз вся німецька преса про це говорить. Ця от Макрона переписки 17-го року, який вийшов назовні, сьогодні французька преса говорить, що до цього пов'язана була ГРУ. Тобто Путін їде тут зустрічатися з лідерами країн, в яких в медійному полі Росія зараз сприймається негативно. Або з якимось певним контекстом скандалу. Йому незручно буде знаходитися там. І тому, що буде, ми не знаємо. Чи дотисне він Північний потік, чи дотисне він питання газу, ми не розуміємо. Але позиція його достатньо некомфортна. Ну, слушайте, уже всем известно, что агенты российского ГУРа, или ГРУ, как там правильно называется, отравили Скрипалей, что их следы, кстати, есть в этих, ну, не этих, а агентов тоже Главного разведывательного управления в убийстве этого чеченца в Германии. И все равно, ну, и не новых санкций, ну, как бы не новых каких-то реакций, ну, громкие заявления были, конечно. Але вони були не в той час, коли преса, медіа катастрофічно піднімали цей информационный, скажем, всплеск в час визита Путина на Захід. Но мне такое просто впечатление, что эта газовая труба, она своей весомостью перевешивает все российские преступления.
В тому числі ми маємо розуміти, що всі хочуть там європейці, щоб конфлікт закінчився. Да, у них хоче бути в теплі, вони хочуть мати хороший бізнес, у них там ось у кожного з них вибори своїми політичними розкладами. Так бачимо, американці навіть не демократи, навіть не без одумування ситуації просто звинуватили, наприклад, по указу в тероризмі, тому що вибори їм треба хайпить тему проти Трампа, наприклад. Так? Тобто вони дійсно маніпулюють. І в усіх країнах йдуть вибори, економіка, тепло. Вони зацікавлені в цьому, зрозуміло так само. Крамольная такая есть мысль у Леся Подеревянского, у художника и писателя, он ее высказывал в интервью, о том, что мы просто не понимаем, в каком удачном моменте мы находимся без территорий, которые у нас забрали, что ни Донбасс, ни Крым нам не нужны, что мы без них можем интегрироваться в Европу и стать, скажем так, это уже не цитата, ну, как бы по идее, да, счастливыми жителями Европейского Союза и жить там в правовом счастливом государстве. Ну, видатний художник Лесь Подерев'янський колись озвучив таку фразу, знаєте, купатися чи не купатися, бути чи не бути. І тут питання в іншому аспекті. Ми себе відчуваємо державою, країною, чи ми себе відчуваємо тими загнаними вівцями, які, ну, обмеження їхнього, скажімо так, скотозабойника, але там тепло і там затишно, це є нормально. Я відчуваю, що наша держава має відновитися за будь-яких можливостей в кордоні. Бо по-іншому говорити про те, що ми, ну добре, Донбас, без Криму, без Донбасу, зайдемо в Євросоюз, Англія виходить, якісь перетворення, потім без Одеси, наприклад, станеться. Чи, наприклад, ну, захочемо в Євросоюз розійтися, ну, без Буковини тільки. Тобто, розумієте, сам принцип того, що потурання агресору, він створює прецедент, коли агресор не задовольняється тим, що він відкусив шматок. І це практика 30-х років в Європі, ми прекрасно пам'ятаємо, коли країни розкроювали, ділили, і все потурання йшло німцям, Радянському Союзу. Всі пробачали, бо казали, ну так буде легше. Легше не буде так. Но, с другой стороны, мы получаем, скажем так, территорию целую, но с такими проблемами, которые нам не позволят развиваться и остановят наши євроінтеграційні стремления. Безперечно, якщо ми відновимо контроль над окупованим Донбасом і над Кримом, то, звісно, це будуть матеріальні вкладення. Але тут навіть йдеться не про гроші, а, наприклад, що робити з кримським населенням, яке знаходилося 5 років в конкретній пропаганді Російської Федерації, прямій. Що робити з населенням Донбасу, як їх інтегрувати. Це дійсно найважливіше питання, яке на сьогоднішній день ми маємо вже продумувати. Бо ці території так чи інакше повернуться. А що робити з людьми, що робити з цими першокласниками, які пішли в школу з георгіївськими стрічками, так, і з портретом Моторова, це вже інше питання. Я переконаний, що відновлення будь-якого потенціалу України і відновлення статусу як держави, яка не ходить і просить гроші МВФ або просить інших лідерів країн допомогти в розв'язанні ситуації, це відновлення контролю. Зі слабкими розмова завжди одна. Ніхто слабких не буде слухати і ніхто не буде поважати слабкого. Ну хорошо, но ведь смотрите, мы устанавливаем контроль, проводим выборы. Сначала местные, а потом, когда закончатся полномочия Рады, парламентские. И жители, которые отравлены пропагандой неподконтрольных территорий, голосуют за тех, кто будут говорить, давайте дружить с Россией. И мы получаем пророссийский парламент. И Россия получает всю Украину. От в тому-то і справа, що нам неможливо навіть за квотами Донбасу вести наш парламент ще якусь цих 20 депутатів, які на сьогоднішній день буде п'ятої колони. Тому виборів на території ОРДЛО не мають проходити. Вообще? Навіть на підконтрольній вже нам території? Вибачте, підконтрольна територія під контролем зброї. Ми говоримо про цілу низку питань, які там... Ну, ми вирішуємо питання безпечності, безпекові питання, да. Безпекові питання. Безперечно, потім якийсь карантинний період необхідно нам. Це який? Як от сказати людям, ми зараз в карантині знаходимося? Ну, умовно кажучи, будь-які карантини, так. Розумію, що це хороший термін, тільки з негативною конотацією. Тому треба дійсно якось по-іншому. Нам необхідно інтегрувати тих людей і в першу чергу вичистити те інформаційне поле, яке зараз там панує, насправді. Бо ми ж не будемо говорити, що люди зараз, які отримують право голосу, наприклад, через півроку, вони будуть голосувати за Україну. Вони будуть голосувати за тих, хто скаже, ми будемо йти
на федералізацію, потім від'єднання і приєднання до Російської Федерації. Міжнародне право, до речі, абсолютно визнає такі моменти, і на сьогоднішній день це уможливлює навіть перехід території за міжнародним правом. Все-таки интересно про карантин. Что вы имеете в виду? Нужно лишить всех жителей Донбасса права голосовать, принимать участие в выборах на какой-то определенный период времени? В тому числі не позбавляючи громадянських прав, але визначити, хто з цих людей належить до тих, хто підлягає під, скажімо так, юрисдикцію українського суду. Це в першу чергу, так. Друге, нам необхідно створити умови для інтеграції в цілому цих людей. Ми забуваємо завжди, що існує ще Крим, наприклад. Так? Говорячи про Донбас, ми маємо абсолютно чітко усвідомити, що це не просто інтеграція людей, так? Це насправді поновлення справжньої української влади. Бо якщо вони через півроку, наприклад, оберуть ту владу, яка ними зараз контролює, то вибачте, що ми створюємо? Ми насправді просто створюємо ланцюжок прикордонників між російським військом і військом сепаратистів. Це відновлення території. Я не бачу так. Ну, чем бы ни закончилась сегодняшняя встреча в Париже, во временно оккупированном Донецке уже готовится к возвращению в состав Украины. Возле стадиона Донбасс-Арена появились наклейки с украинской символикой и надписью «Все дороги ведут додому». Вот на такой ноте мы и закончим. Я благодарю Александра Алферова, спикера Национального корпуса, за то, что был гостем нашего часа. А далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчак яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен көсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekli, hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında. Devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Hırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Hırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Hırımızga. Hırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum. АТР телеканалының yanında zaman bugün dekabrның 9-ы студияда sizler үшін мен Гүлсум Халилова çalışam. Тарихи күн бүгін Парижде Норманд форматында көрішіп олып кечежек. Украина, Франкистан, Алмания ве Русия президентлері Украинадаки вазиетні музакире етмелі. Сонке сефер бойле көрішіп 2016 сенесі кечкен еді. Бүгін саат 16-да Зеленский Елисей сарайына келіп чықмалы. Ен баштан о Франкистан президенті Эммануэль Макронен, сонысы Алмания канцлері Ангела Меркельнен көрішежек. 4 тарафлы Норманд көрішіві саат 17-де башламалы. 19:45-те 4 devletінің лидерлері пресс-конференцияда көрішівнің нәтижелеріне айдынлатажақтыр. АТР адислеріне тақып ете эпісі ачық тедбірлеріні жанлы яйында көсірежекміз. Владимир Зеленский үшін қырмызы чизгелер Норманд көрішіві арифесінде Украинаның чешіт көшілерінде бинглерже инсан акцияларға топлашты. Ең чоқ инсан истекляль мейданына келді. Оқуқ қырчылайжыларынан білдіргеніне көре тахминен 8.000 инсан акцияға келіп чықты. Митинг иштиракчылары башында мұхалифет темсилчилері чықышта бұлынды. Айтқанларына көре президент Норманд көрішівінде Украина менфаатларына садық қалмалы. Мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил Путин против наших народов, нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы и не выпрашивать переговоры, а говорить, что каждый из нас будет биться до тех пор, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье преступников. Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим. Новая влада должна четко для себя это уяснить, что никаких заборов на нашей территории, никаких подвешиваний и замораживаний наших территорий мы им не позволим. Как не позволили это все эти 5 лет борьбы. Слава Украине! Түнебін ақшам тахминен 2000 инсан банковыйда ерлешкен президент офисы янында топлашты. Олар сана қоры бірқач чадыр ерлештірділер. Бинаға кірішінің құқарачалайжы органлары қарабылады. Инсанлар бұтын гечені офис янында кечірді. Акция бүгінде девам етежектір.
Украина үчүн дуа. Рома папасы Франциск базар хутбесынан бары кысмыны келечек Норманд корошуна багышлады. О инсанларны бу корошув барышыкка ve адалеттикке yol açsın деп дуа окумага чагырды. Шу вакытта Россия Украинаны дестек эт, Русия тежавузуна токтат деп адландырылган акция Парижде кечти. Onlar жыйынсан Тарас Шевченко абидеси янында Парижнын Сен-Жермен меркези мейданына жүрүшүнөн чыкты. Олар Европа девлетлерине Украинанын 5 сене девамында Русия тежавузунен каршы-каршыга келгенini ve bu күнгө кадар жеңкте аскерлер өлгенini хатırlattı. Це відбувається сьогодні в Європі, і ми не повинні забувати про це. Ми маємо бути думками з Україною, з президентом Зеленським, щоб підтримати Україну і зупинити Путіна. Ми маємо закликати лідерів Франції та Німеччини, щоб вони не штовхали Україну до капітуляції. Президент Норманд корошувыне маалыматларнен теминленип кете. Украина ise бул корошувден сон юз бережек эрбара десеге азыр. Милли кавсыздык ve Мудафа шурасынын топлашывындан сон onun катибы Алексей Данилов бойле билдирди. Бу топлашыв Норманд корошувыне азырлык olarak топланган эди. Анда Донбасста атеш экүлленмеси ve Украина-Русия сыңырында незаретнын тикленмеси музакире этилди. Варіанти є на будь-який випадок. Якщо ми домовимося частично, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є 5 варіантів наших. Всі готові, всі органи центральної влади, всі наші збройні сили, всі наші спеціалізовані органи, всі готові до будь-якого сценарію. Донбасста арбейлер четлештирүүгө ve Кырым меселесинин музакире этилмеси Норманд форматынын муафакиятли болгонуну бу кабы нетижелер көстөрө биле. Бу кабы нетиженин улма имканы Алмания ve Франкистандын принципиаль позициясына баглыдыр. Парижден Украина президенти не кетирежек ve ваде эткен Кырым суалыны көтөрөжекми? Келин слевхамызда сейретейик. Норманд корошуvu якынлашканынан Украина ve Rusiyanın beyanatlara daha çok poker oyununa аңдырайды. Украина арбейлер четлештирүүнүн там саны, сыңырда незаретнин гайрыдан тикленмеси ve эпысы мабуслеринин азат этилмеси талапларына сеслендиреді. Атта Донбасснен дувар куражакларынын биле коркутты. Кремль ise истексизлигини көстөрүп, корошув үчүн өзүнүн шартларыны айтайды. Не буде ні перемоги, ні зради, коли будуть оголошені, причому гучно оголошені певні домовленості про те, що от ми йдемо на черговий обмін військовими, що ми там будемо гарантувати припинення війни, там ще щось, обстрілів, там ще щось. Мені здається, що для України, до речі, цей варіант не менш небезпечний, аніж зрада. Чому? Тому що процес вчергове буде затягуватися. Париждеки музакирелерге 3 күн калганда Москва месулет ташыйчы bir аңлашманы беклемегенini билдирди. Кырым суали боюнча ise 4 тарафлы музакирелер тек Минск аңлашмаларынын баглуу olganını kaydetdi. Норманд форматында Минск процессинде olgаны кеби Кырым суали бакылмаганы Путин үчүн файдалыдыр. Саясатшынасларнын айтканына көрө, шу себептен о бу корошувге разы болду. Русларнын фикиринче, Гарп девлет жолбашчыларынын корошуп Кырымны музакире этмемек, ишгалны ресмийлештирмек үчүн bir adımdır. В будущем Путин обязательно заявит, что представитель Украины присутствовал и там, и вопрос Крыма не ставил, значит, вопрос Крыма не стоит в повестке дня. Если на нормандской встрече вопроса Крыма не будет, то я считаю, что Зеленский не должен участвовать во встрече этого формата. Парижде Кырым меселесинин музакире этилмеси 2014 сенеси жүз берген ишгалны сүкүнетлі шекелде кабул этмекнен берабер дешетлі нетижелерге де кетире биле. Хусусан Украинага каршы Русиянын тежавузуна Москва Украинанын ичиндеки кавгага деңиштире биле. Це неминуче спричинить наступні наслідки. Перше, переведення Росії з категорії агресора у категорію посередник і гарант нових домовленостей. І друге, усунення правової і фінансової відповідальності Російської Федерації за розв'язану війну, заподіяні жертви і збитки, перенесення цієї відповідальності на Україну. Бойле сценарийге Зеленский Кырым меселесini көтерсе, yol бермей биле. Ләкин тек башына дегил Макрон ве Меркельнин янында. Бунян берабер Зеленский музакирелер нетижелерinin yazılmasını талап этмеле. Мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом, поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже.
при принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. В каком-то контексте сослаться на резолюцию ООН от 27 марта 2014 года, где говорится, осуждается агрессия. Дуже важливо, щоб меседжі з боку президента України були такими, щоб жодні інформаційні провокації Росії вони не досягли своєї мети. Кырым татар халкынын темсил органы саммит арифесінде Украина президентini Кырым суалыны көтермеге чакырды. Эгер Путин ред этсе, гарби иттифакдашларга дигер форматта көрүшүвнү теклиф этмели. Бу Будапешт меморандумуну имзалаган девлеттерде ула биле. Основоположним принципом міжнародного права є пакта сун серванда, тобто договори повинні виконуватися. Оскільки в меморандумі немає ні Криму, ні Донбасу, але є Україна, тобто вся територія України, з включенням, безумовно, і Донбасу, і Криму. Будапешт меморандумына 1994 Америкада таздыкладылар. Америка Бирлешкен Девлеттери Русия ве Ингилтере Украина ядер силасындан вазгечкени себебинден она мустакиллик үчүн кефалет берди. Виктория Бойко, Заман АТР. Беларусь турды. Биңлерже инсан жума эртеси күнү Минскнын меркези мейданына чыкты. Олар Русиянын создеттерин интеграцияга каршы чыга. Беларусь президенти Александр Лукашенко, Русия президенти Владимир Путинен Сочиде кечирген музакерелер дебамында иттифак девлетлерве эки девлетнын бір дарежелиги, бір акимиети, бір парламенти ве бір президенти суалерни лаф этти. Кремль Минск үчүн айнен Русияде улганы кеби энерго ташыйчы фиятларны тушурмеге ваде эти. Наразылык көтөргөнлөр мустакылдык аман-аман жок болот деп билдири. Минсктеги митингдер 2 күн девам этти. Олар ресмийлештирилмеген эди. Буна бакмадан полис кадимлери инсанларны дагытмады. Көчөк кавга Көтек Жумхуриятынын сарайы янында юз берди. Путин ве Лукашенко 20 декабрь күнү Санкт-Петербургда көрүшмели. О күн Беларусь мухалифети Кутлеви наразылык акциясына кечирмеге планлаштыра. Нас большесть, мы за незалежность. Живе Беларусь! Бушымдалек сонки хаберімізді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олнысында бөнжілерінің миғдары юзбенден зияде олса, Роскомнадзор базлеріні аблокаға алып уламай, АТР телеканалының яйнаны есе бүгін программасынен месектешім Роман Спиридонов девам ете сериетіні скоршкенде. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар,
кайнағанча. Ишетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Мы продолжаем наше информационное утро на АТР. Гость нашей студии, член Меджлиса Реза Шевкиев. Доброе утро. В Украине началась подготовка к маршу достоинства. Об этом в прошлую пятницу заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Планируется мирное шествие с материковой части Украины в другую ее часть, Крым. Давайте поговорим подробнее об этом. На каком этапе уже подготовка? Планируете, как вы планируете идти именно в Крым? Ну, было небольшое заседание членов Меджлиса, где мы обговорили. До этого председатель Меджлиса нас известил, что он обговорил с другой частью Меджлиса. То есть он провел в рамках совещательного уровня заседания и приняли решение, что провести этот марш достоинства. Значит, этот марш у нас еще обговаривался еще ранее, где-то в 15-16 году, по-моему, или 15-16 был. Ну, тогда не приняли его. Сегодня вот решили, что он необходим. И я тоже, в принципе, считаю, что он необходим. Почему? Потому что в информационном поле нужно, чтобы больше звучал коренной народ Крыма, крымские татары. Когда сейчас спор идет в геополитическом формате, спор идет за территории, за Крым как территорию, забывается вопрос о целом народе, коренном народе Крыма. И вот этот марш с поддержкой, надеемся, международных сообществ, представителей международных организаций, посольств и других стран, вот обратить внимание на судьбу коренного народа, что мы попадаем в такие рамки, которые соизмеримы с продолжением геноцида нашего народа и доведения до минимальной численности, а сейчас в российской оккупационной зоне они опять повели ту же работу «Крым без крымских татар», и стремление вытеснить нас, запугать, и тем самым Крым полностью присоединить без сопротивления коренного народа, которого уже, на их взгляд, не будет, присоединить к России окончательно.
В 2017 году было шествие с флагами к админгранице. Люди тоже шли с требованиями деоккупации, возвращения полуострова. Чем будет принципиально? Вот мы даже видим эти кадры архивные. Чем будет... Это еще 2014 года, да, это в Крыму еще это было шествие. Да. Еще можно было... Чем будет отличаться формат этого шествия? Вот формат этого будет отличаться тем, что когда соберется большое количество народа, я думаю, вот в шествии будут участвовать, ожидаю, хотелось бы, чтобы несколько тысяч было, вот эта колонна должна идти и пройти беспрепятственно украинские пункты регистрации и войти на территорию Крыма. Просто войти на территорию Крыма и идти дальше, я думаю, дальше до Симферополя. Вот такое намерение. Но я не знаю, как поведут себя оккупанты. Я сомневаюсь, что они будут пропустят. Они, возможно, сделают какие-то провокационные действия. Они могут контрольные выстрелы сделать. Они могут перекрыть дорогу. Но цель – идти в Крым. Крым наш, и нам надо войти на свою родину. И вот это стремление мы хотим показать. Уже кто-то откликнулся на призыв, потому что приглашали и представителей стран, членов, участниц Совета Безопасности ООН, представителей европейских стран, неправительственные организации, народных депутатов. Есть какой-то отклик уже? Я пока этим не владею. Я думаю, председатель Меджлиса будет более достоверно об этом сказать. Тем более прошло-то всего несколько дней. Еще одна из задач, которая была озвучена, это призвать международные инстанции к тому, чтобы они требовали выполнения своих же решений от России. В том числе речь идет о решении Международного суда ООН от апреля 2017 года, которое постановило разрешить деятельность Меджлиса, возобновить и разрешить лидерам крымско-татарского народа вернуться в Крым. Насколько это может повлиять? Я думаю, что когда вот это шествие пойдет на территорию Крыма, у нас будут лозунги, и в этих лозунгах будут звучать требования к тем государствам, странам, которые обязаны по сути своей деятельности, по сути своего вхождения в ОБСЕ, ООН и прочие международные организации, которые призваны защищать мир от провокаций и вот таких агрессий, как со стороны России. Эти страны будут названы, требования к ним будут озвучены, и вот таким образом на информационной волне появится еще раз напоминание о своих обязанностях и что они должны сделать. Я думаю, что вот такие действия как-то повлияют на внутреннюю политику этих стран, и они будут более ответственно относиться к тем обязательствам, международным обязательствам, которые они подписывали, которые они принимали в конце концов. Ну вот уже есть реакция оккупационной стороны. Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что пусть ходят по кругу по Херсонской области, в Крым никого пускать не собирается. Ну, это его естественно, он не мог иначе ничего сказать. Он в 2014 году возле митинга Верховного Совета кричал, что мы никого не допустим оккупации Крыма. Сейчас он так кричит, завтра поменяется его хозяева, он будет кричать в их так. Это его, как говорится, работа, и он иначе сказать не может. Сейчас Владимир Зеленский на пути в Париж. Ожидается встреча его в формате нормандской четверки с президентом Франции, канцлером Германии, президентом России Путиным, в котором будет обсуждаться Донбасс, но не будет обсуждаться Крым. А вот о том, что Крым нельзя выносить за скобки, об этом заявил заместитель председателя Меджлиса. Он в своем обращении призвал президента Владимира Зеленского не исключать вопрос оккупированного Крыма из нормандских переговоров с президентом России. Я предлагаю послушать, что сказал Ильми Умеров. В будущем Путин обязательно заявит, что представитель Украины присутствовал и там, и вопрос Крыма не ставил, значит, вопрос Крыма не стоит в повестке дня. Если на нормандской встрече вопроса Крыма не будет, то я считаю, что Зеленский не должен участвовать во встрече этого формата.
Ну вот согласны ли с тем, что если тема Крыма не прозвучит на сегодняшней встрече, то это действительно будет сигналом, что мы забыли о Крыме? Отказались от него. К сожалению, в нормандском формате, в Минских соглашениях, уже тогда руководство Украины исключило Крым в этих соглашениях. И не включило, хотя они обязаны были включить обязательно. Неотделимой должна была быть при рассмотрении оккупированных территорий. Но имеем то, что имеем. И сейчас говорить о том, что не надо и участвовать в разговорах, но мое мнение несколько иное. Переговоры всегда надо вести. Везде, даже в жесточайших войнах, когда происходит многочисленные жертвы, и страны входят в какой-то тупик, и будут ожидаться еще новые жертвы, они идут на переговоры. И вот вчерашние враги садятся за стол переговоров и обговаривают, и делают какие-то взаимные уступки. И тем самым останавливают кровопролитие. Поэтому переговорный процесс, он не исключается. Главное, на что пойдет Украина на этих переговорах. Я тоже считаю, что крымский вопрос в нормандском формате, он изначально не был, и сейчас его поставить невозможно. Невозможно ли? Лишь возможно один вариант, что на встрече тет-а-тет, чтобы Зеленский ему предложил Путину провести слушание по Будапештскому меморандуму с участием Америки, Великобритании и заявителей Китая и Франции. Открытые слушания исполнения Будапештского меморандума. Вот это он должен сказать и наедине, и, возможно, и в формате заседания, открытого заседания нормандского формата, послушать, что скажут на это остальные лидеры европейских стран, в том числе Путин. А верите ли, что так будет? Хотелось бы, чтобы так было, а уверенности у меня нету. Я не знаю, что скажет любой политический лидер в Украине сегодня, завтра, послезавтра. Я знаю то, что они сказали вчера, позавчера. А то, что наперед, нам это неведомо. Мы это услышим в конце дня. Давайте сейчас послушаем о том, что по этому поводу думают в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там накануне встречи прошло закрытое заседание, и Алексей Данилов, секретарь СНБО, сделал несколько заявлений о прогнозировании того, как будут проходить переговоры. Давайте послушаем. Питання Криму ми не знімаємо з повістки дня. От і питання Криму є для нас так само ключовим. Ми своїми землями, які належать Україні, ми свою територіальну цілісність будемо боронити. Ну вот такая позиция. Все-таки с повестки Крым не снимают, но где он в повестке не показывают. Ну, какая-то такая ситуация. Вы поймите, вы понимаете, и мы понимаем. Изначально этого вопроса в минских процессах, соглашениях не было. А Владимир Зеленский может на переговорах? Он может поднять. Давайте активизируем Будапештский меморандум. Не, он может поднять. Вот, знаете, основной вопрос будет он должен, наверное, выступая в преамбуле, сказать, что Украина единая и невозможно рассматривать ситуацию в Донбассе отдельно от Крыма. Мы должны это вместе рассматривать. И потом, конечно, они перейдут к Донбассу рассматривать, но Крым он должен тут же сказать, что давайте вот такой формат проведем слушание Будапештского меморандума. Исполнение. Естественно, я ожидаю, что Путин на это не пойдет, ясное дело, услышит мировое сообщество его заявление, и затем Украина имеет право официально подать или обращение в Соединенным Штатам и Великобритании в том числе, или подать, в конце концов, рассмотрение в Международный суд исполнения Будапештского меморандума, где среди виноватых будет как агрессор, который нарушил этот меморандум, так и страны-гаранты, подписанты, которые не обеспечили безопасность Украины и территориальную его целостность. И эти открытые слушания, эти суды, они международные, они должны быть. Мы уже подошли к тому, что надо требовать не только с агрессора, надо требовать и с союзников, и с себя тоже, в конце концов.
А как вы думаете, на что может пойти Путин на этих переговорах? Чего ждать от него? Ну, как я вот просматриваю мнения политологов различных, все склоняются к тому, что будет, видимо, вот произведен обмен, какой-то жест доброй воли произойдет. Обмен пленными с одной стороны, и с другой стороны в Крыму, я их бы не пленными, заложниками больше называю. Да, вот этих заложников, и главное, чтобы они не забыли при обмене, что не Донбассы, которые плененные, рассматривать, а в целом плененные и в том числе задержанные, посаженные в Крыму наши граждане. Вот уже обмен, если должен быть, и крымские, то, что на Донбассе попали в плен, они вот об этом должны вести речь. Я думаю, это произойдет, потому те, которые сильно помазаны кровью и преступностью, да, тех они припрячут, и не будут их показывать, они будут где-то потом рассматриваться, я думаю. А остальные людей, в основном масса будет обмен, произойдет обмен. Должен произойти. Вас такой результат устроит? Нет, этот результат меня в целом не устраивает. Но вот это что-то, он будет приятен, потому что люди – это человеческие судьбы. Они там сидят ни за что, они там страдают, и этим Россия спекулирует. И, кстати, с другой стороны, он сегодня вот заложников крымских, допустим, моих соотечественников выпустит, а завтра он в течение недели наберет столько же, если надо, в 2 раза больше наберет. Это его политика, понимаете? И он этим будет пользоваться. На Донбассе мы будем освобождать тех, кстати, вот военных преступников, которые участвуют в боевых действиях, а в Крыму они будут освобождать наших правозащитников в обмен на этих преступников. Обмен несколько такой, это, знаете, обмен несправедливый, да, я так скажу. Но, с другой стороны, что делать? Его надо проводить. Это ваш телефон таким мелодичным. Оставьте телефон. Ну, пусть он доиграет, я думаю, что он не мешает нашей беседе. Ну, приятная музыка, фона, ничего страшного. Возвращаясь к разговору о том, что там задерживают правозащитников, а в очередной раз на КПВВ со стороны Крыма российские ФСБшники задержали 2,5 часа удерживали на админгранице Крыма с Херсонской областью Абдуришита Джипарова. Да. Это произошло уже 2-й раз. Досматривали его вещи, допрашивали, удерживали в камере 2,5 на 4 метра. Вот как вы думаете, что это? Вот, ну, остановили 1 раз, задали вопросы, а теперь остановили 2-й раз, закрыли в камере, досматривали вещи. Вот что они, зачем это нужно? Ну, Абдуришит Джипаров – это старый участник национального движения. Он был в системе Курултая, в Меджлисе был. И сейчас занимается правозащитной деятельностью. И по вот этой работе правозащитной он перемещается через Украину в страны Европы и возвращается в Крым. То есть его ненасильственный метод борьбы за права своего народа. И, естественно, ФСБ это вычисляет, отслеживает и создает неудобства, попытки запугать, в том числе его, и задержат. И то, что в этот раз его выдержали очень коротко, это ему, считай, я думаю, повезло. Они, бывает, и по 5 часов выдерживают в этой камере. Это у них не камера, но я не знаю, может, сейчас уже камера. Когда я там в 2014-2015 году, это было, да, это вагончик был, такое ограниченное помещение, закрывали там, и вот сидел в ожидании неизвестно чего. Вот они выдерживают. Психологическое давление. Да, на тебя направлена камера, они тебя отслеживают, вычисляют, как ты себя ведешь, волнение и так далее. Это их метод, да. Вот они выдержали, и, естественно, его будут все время так терроризировать вот таким образом. Но, я говорю, он человек не из пугливых, и его этим не остановишь.
Тем более, что у него самого есть вопросы ФСБ. У него самого, у него пропали сын и племянник, да. И ничего по этому поводу не делается? Никаких действий. Хотя все было открыто средь бела дня, и транспортная единица с номерами известная. Все известно, но так они поступили. Ну, верх цинизма. Ну, Да. уже кажется, что уже ко всему привык, но все равно иногда умеют удивить. Да, да. Ну, я же повторюсь, его не запугаешь этим. Не только его, многих из нас не запугаешь такими действиями. Наш народ, знаете, вот настолько вот в первый год, наверное, был несколько растерян, потому что давно не подвергался такому запугиванию, когда вот так громада вот так нахлынула, эти БТР, эти в масках, эти неопознавательные знаки, без опознавательных знаков. И вот тогда был какая-то растерянность, она бы прошла. Но сейчас люди адаптировались к страху. И люди все смелее и смелее ставят. Посмотрите, наши женщины как ведут борьбу, как смело они все выступают. Созревает такая ситуация, когда через пример нашего народа, крымско-татарского народа в Крыму, их вот эту борьбу, это их смелость, поднимется остальная часть населения Крыма. Кстати, она так и уже идут такие сигналы. Вот те мои знакомые, которые, с кем я общаюсь там в Крыму, они об этом говорят, что украинцы, русскоязычные, они все ближе и ближе приближаются к нашим крымским татарам, которые ведут такую правозащитную борьбу. Они тоже устали от этого режима. И сегодня вряд ли большинство крикнет, что хоть камни с неба. Парадоксально, даже те, кто ждал эту русскую весну, призывал ее, радовался, сегодня тоже очень часто говорят о том, что они разочарованы. Это много таких примеров. Это и блогер Евгений Гейворонский, вы, наверное, слышали, да? Который был прям плакал после слов Путина от счастья, а теперь его лечат принудительно от наркомании. Есть такой казак Сергей Акимов, который тоже ратовал за русскую весну. Сейчас его уже обвиняют самого в экстремизме, шьют ему какие-то экономические преступления, он тоже там провел. Да, и я слышал одно из выступлений его очень смело, и он, знаете, превратился в одного из нас, получается. Вот созревает. Они созревают, потому что та несправедливость, тот режим, который они там внедряют в Крыму, они внедряют вот эту политику страха и вытеснения из Крыма не только крымско-татарский народ, они всех тех, которые жили вместе с нами до оккупации. Всех будут вытеснять, заменять теми пришлыми, которых загонять будут, которые не имеют дом в России или не ценят то, где они живут, не имеют родства. Вот они приезжают, это, знаете, искатели приключений, причем наверняка в биографии у них там судимости, уголовные дела и так далее. Вот они в поисках счастья приезжают. И вот эта массы они будут заменять тех нормальных жителей Крыма, которые ценили действительно Крым, и многие считали его своей родиной. Когда мы говорили про Абдульшата Джапарова, тут можно вспомнить еще одно задержание, которое произошло в пятницу на админгранице с оккупированным Крымом. Для крымского татарина Нури Джаферова закончилось больничной койкой. В прошлую пятницу мужчину 4 часа запрашивали сотрудники ФСБ на КПВВ Чаплынка. Заставили раздеться, обвиняли в терроризме до тех пор, пока ему не стало плохо. На скорой Нури Джаферова отвезли в больницу оккупированного Армянска. Как все происходило и о нынешнем состоянии Нури Джаферова поговорим с его сыном Ридваном. Селям алейкум, Ридван, ага? Алейкум селям. Расскажите подробности, что сейчас с вашим отцом? Он в больнице или уже вышел домой? Нет, сейчас дома на данный момент. То есть, с давлением, естественно, сейчас не очень. А что случилось? Почему он в больницу попал? Что было? Они начали из него вымогать что-то, вопросы непонятные задавать, обвинять не в понятном деле. То есть, а какие были вопросы? В чем конкретно обвиняли? Как будто он какой-то боец ИГИЛа, заставили раздеваться, то есть, как по пояс раздеться, чтобы посмотреть там пулевые ранения, наколки, что-то они искали такое. А что задавали? Какие вопросы? Что спрашивали?
кого, ну, задавали, с какой целью едешь, для чего едешь на Украину. Отец говорил, то есть я кроликовод, развожу кроликов, за кроликами еду. И они начали узнавать, там, что у тебя, кто есть в Турции из родственников, кто есть в Сирии из родственников, получается. То есть, что ты делал в Турции, отец несколько лет назад ездил в Турцию. Ну, там он 2 дня всего лишь пробыл. Вот они говорили, ты был в Сирии, то есть такое, да. А как это реагировал ваш отец? Как он это воспринимал? Не, он нормально, спокойно отвечал, пока они не начали его выводить уже из себя. Потому что он просил, они забрали телефон у него, чтобы он мне позвонил, то есть сказал, то, что вот такое происходит. Они ему не давали телефон ни мне, ни адвокату, то есть позвонить. А как вы узнали? Вы были рядом в тот момент? Да, я отъехал от границы, потом отец мне позвонил, сейчас, говорит, пока задержали, то есть пока задержали, короче, сказал. Я вернулся опять на границу, думаю, подожду, пока он перейдет, потом, чтобы спокойно домой поехать. Смотрю, мне не звонит, что переходит. Потом как-то позвонил, сказал, мне плохо, вывели они уже меня, говорит. И я вот начал звонить адвокатам, юристам, то есть такое. А в больницу он как попал? Это вы отвезли его или ФСБ? Нет, где-то уже около 3 часов он там пробыл. Смотрю, заехала скорая туда, в границу. Я, то есть, взял, постоял, подождал, потом смотрю, через минут 30-40 скорая выехала. У меня что-то предчувствие плохое было, я подошел к ним на КПП и спросил, кто в скорой, где мой отец, то есть. Они сказали, то есть, сначала говорят, подождите старших, сейчас мы узнаем, где что. Старшие подошли, ушли. Я у них спросил вопросы, сказали, да, он у нас, через 15 минут его освободим. Потом скорая выехала, я подбежал опять к ним, говорю, где мой отец, вы уже, говорю, должны отпустить были его. Он говорит, скорый уехал, и вот за скорой поехал. А с каким диагнозом попал ваш отец в больницу? Ой, я не знаю даже, честно, ну там с сердцем было плохо, давление подскочило. То есть врач отвела меня в сторону и сказала, говорит, прединсультное или перединфарктное состояние, точно не понимаю в этом. Угу. То есть они его довели до этого, да? А сейчас есть какие-то сейчас какие-то вопросы у ФСБшников есть к вашему отцу? Нет, сейчас на данный момент, то есть никто не приходит, не спрашивает ничего. То есть этого нету. Спасибо вам большое. Ридван Джаферов, сын Нури Джаферова, был с нами на связи, рассказал историю о задержании его отца оккупантами на КПВВ. Давайте прокомментируем. Вот, смотрите, обвиняли в ИГИЛ, унижали, довели до больницы. А потом как будто и самое интересное, что нет никаких санкций. Санкций прокурора на обыск. Или какая-то хотя бы справка следственного управления, что он подозревается в чем-то. Ну, понимаете, ну ничего. Вот просто тупо остановили. Это какой-то ФСБшник, ему показался он подозрительным, и решили провести обыск. И начинают обыскивать человека, пытаются опять запугать, унизить. Ну, а не найдя ничего, на всякий случай, конечно, они что-то искали. Искали, наверное, что он, может быть, имеет на венах какие-то следы наркомании. Скорее всего, искали еще, может быть, следы ранений, там, да, следы ранений искали, да. Скорее всего, больше ранений, потому что такого склада люди, они понимают, что это наркоманы не бывает. Вот, искали ранения, искали следы, они дальше рассматривают следы на пальцах от спускового курка, от приклада, там следы, когда стреляющий, действующий боец, да? Вот такие вещи, видимо, они отслеживают. Это их такая, я думаю, своеобразная профилактическая работа. Но ведь это ни с того ни с сего. Ни с того ни с сего. Нету, да. Как вы сами говорите, никаких... Это нарушение прав человека. Вы понимаете, вот он сейчас заявил об этом. Ну, что сделать? Если было бы другое государство, можно было бы обжаловать это в каком-то судебном порядке, вот такие действия. Но это Россия.
Россия – это беспредел. И когда вот этот беспредел не такой страшный, без физического такого насилия, без убийства, да, и люди уже тоже говорят, ну ладно, Аллаха шукур, ну слава Богу, да, что избавился и ушли. Вот так вот. И потому что это постоянно и каждый день происходит. Каждый день. Вот даже просто женщины с детьми проходят, иногда просто вот останавливают, вот берут женщину, этот чемодан открывает и начинает перебирать все вещи по одной тряпочке, вплоть до нижнего белья. Вот зачем это им? Вот видишь, что женщина с ребенком едет, вот открыли чемодан, они просвечивают, кстати, их, видят, что там ничего нету. Ну, открыли, вот так грубо нет, надо вот так, знаете, вот так перебирать, и вот доводить человека до такого состояния, когда он в следующий раз думает, не захочет переезжать этот пункт. Может, и это тоже у них в планах. Ну и возвращаясь к разговору о том, что там многие разочаровываются, а многие еще пытаются как-то приспособиться. Помните эту историю, на прошлой неделе произошла с задержанием Игоря Кучерявого. Это житель Крыма, Севастополя, активный участник Крымской весны, так называемый. Он организовывал отряды самообороны в Крыму. Член «Единой России», там, активный такой политический деятель, поехал на материк Украины получать украинский загранпаспорт. Потому что ему хочется мир посмотреть, а не получается с российским. И ему уже там предъявили подозрения в государственной измене. Но при этом он не задержан. Он живет в гостинице и ходит на разговоры к следователю. Вот у нас тоже какая-то гуманная да, слишком гуманная. Слишком. Если бы в такой случай был бы на территории Крыма, задержали бы украинца, так они бы уже в СИЗО заперли бы и открыли бы уголовный какой-то процесс над ним. А у нас слишком гуманно. Если он участвовал в Крымской весне, если надо пробить, он еще имеет награды. Да, он имеет возвращение да, по-моему, у него надо. Вот, да. Это уже говорит о том, что он подлежит уголовному преследованию и суду. Это уже награжденный за освобождение так называемой Крыма. Но это медаль Министерства обороны России. Да, должны сидеть. На улицу вышли люди, на выходных были на Майдане, сейчас стоят возле офиса президента, требуют, чтобы Владимир Зеленский в Париже не допустил капитуляции. Как вы относитесь к этим акциям? У нас страна демократии, и любая мирная акция, любые высказывания, они уместны, они должны быть. Тем более требования собравшихся, выступающих, они совпадают с теми посылами, которые дал президент и его команда, там нету разногласий. Но есть у них беспокойство, а вдруг он, президент, даст слабинку, вдруг он что-то упустит, вдруг его припугнут и так далее. Да, есть у меня тоже, но я, знаете, иногда думаю, что да, Путин гибист. И причем с таким стажем и с таким опытом президентства и так далее. Но не забывайте, что Зеленский молод и Зеленский КВНщик. Он человек, у него... Путин умрет со смеху? Нет, я не в этом смысле. Он с детства воспитывался находить ответы на разные вопросы. Понимаете? Вот КВН, что это? Разминка, да. Да, они находят. И вот он в любой ситуации должен найти тот ответ, тот вопрос задать, который от него требует общество, в том числе на митинге, на пикете у его офиса. А давайте, кстати, узнаем, что сейчас там происходит, потому что с нами на связи наша журналистка Милена Амиди. Селям алейкум, Милена. Я смотрю, людей как-то больше не встает, да, с утренними твоими включениями. Я дуже рада, що ти також зауважив це, тому що більше тут стало значно журналістів, фотокореспондентів і все. А в принципі, людей, які прийшли на мітинг безпосередньо, їх поки що немає. І от я зараз стою на фоні сцени, через яку і виник же вчора конфлікт. Тому що спочатку не дозволила поліція взагалі її тут встановлювати разом з наметами.
Але потім таки домовилися мітингарі і все ж таки, от бачите, її встановили. Поки що там ніхто не виступає, виступи взагалі заплановані лише ввечері. Ну а поки що люди гріються, люди їдять, як я вам вже показувала, гречку, бутерброди, п'ють чай. Зараз покажу я вам оцей білий намет. Ні капітуляції тут велетенськими літерами написано, що коїться власне всередині. Треба його обійти, тож я розкажу. Там вчора вночі, як це відбувалося, показували фільми, уявіть собі. Ну, звичайно, мені розказують колеги, що поки вони тут знаходилися, що власне ніхто ці фільми й не дивився, тому що всі хотіли спати. Що там зараз відбувається, я вам покажу. Ми зазирнемо сюди. Бачите, як то обігрівається, тому що в приміщенні там в цьому наметі тепло. Просто заглянемо, не будемо заходити, тому що місця там мало. Але, бачите, люди відпочивають, показують фільми, сказали мені, що якісь патріотичні. Отакі от справи, Романе. Тож поки що все спокійно. Я вже сказала, що металорамки встановили, багато дуже поліції, декілька видів, поліція діалогу, Національна гвардія. Отже, такі от справи тут наразі. Ввечері, кажуть, буде значно цікавіше і значно динамічніше. Романе. Но мы не увидели рояль на сцене, он планируется? Так він же ж вже є, я ж показувала. Там і про Крим написано. Питають, коли ж поверне Зеленський його. Ну, да, хорошо. Спасибо большое, Милена. Оставайся на связи. О событиях под офисом президента рассказала нам Милена Амиди. Все ждут. Вам эта ситуация не напоминает ситуацию, когда Янукович ездил подписывать соглашение об ассоциации с Европой? Ну, нет, нет. Вы знаете, когда он ездил, он же сразу отказал, насколько я помню, у него здесь несколько иные были. Здесь Зеленский высказал свою позицию, которая полностью совпадает с позицией протестующих. Ну, Янукович тоже уехал с позиции подписывать ассоциацию, но потом там произошло, вот как рассказывают те, кто это видел, что он там поменял после звонка Путина, поменялся в лице и резко отказался от дальнейших переговоров. Ну, опять же, Янукович уголовник, преступник. Ну, это другой склад людей, он коррупционер. Зеленский, он чисто от коррупции, он не участвовал в каких-то уголовных делах. То есть он пришел с открытым сердцем, и народ его поддержал. Народ дал ему карт-бланш всей власти. Я не думаю, что человек, получив такое доверие, может унизиться и потерять лицо не только свое, а свое будущее, детей, потомство, которые будут говорить о нем как о президенте, который сдал свою страну и который вынужден будет вслед за Януковичем ехать в Ростов-на-Дону и рядом с ним проживать. Не думаю я, что он так поступит. И я не думаю, что он трусливый. И я не думаю, что он растеряется. Я выше сказал, что он участвовал в таких молодежных мероприятиях, когда мозги работали очень четко, остроумно, быстро находить решения. И он эти решения, я думаю, найдет. И эти решения не будут сдавальческими, и они не позволят нарушить территориальную целостность Украины, которую он всегда во главе своей речи повторяет постоянно. Ну, пока это выглядит как такая открытая позиция человека, который, как он сам себе нормальный человек, который не сдает интересы Украины, а наши козыри, как он говорит, ну вот, понятно, что мы хотим. И вот с этим он идет на переговоры с Путиным, у которого там 7 планов развития процесса. И не всегда то, что он говорит, как бы то, к чему он хочет прийти. Вот как они друг с другом сработают? У Зеленского тоже есть какие-то планы. Вот сейчас мы определили, сказали, я вот сколько говорил, что стратегия Зеленского неизменна. Та же стратегия, как предыдущего президента и стратегия Украины. Она неизменна.
тактически он допускает какие-то другие подходы, другие ходы. Но мы посмотрим. Вот сейчас проявится, вот на нормандской встрече проявится его талант или талант в кавычках ведения международных переговоров на высшем уровне. Вот здесь мы увидим и поймем, наконец, кто он на самом деле. И кто-то обрадуется, 73% избирателей. Уже меньше. Да. Или будет разочарование, это тоже может наступить. Но в любом случае, вы поймите, те избиратели, которые голосовали за него, они голосовали не за то, чтобы Зеленский был всегда президентом. Они голосовали за ту политику, которую от него ожидали. Изменения в Украине, борьбу с коррупцией и продвижение вперед в Европу, в НАТО. И если он подведет и потеряет целостность Украины, ему не быть президентом. Просто так. Это вот эти люди, которые собрались, они ясно говорят, если с чем вернется. Ему сейчас после нормандской встречи, я думаю, почему сейчас народу мало, сейчас они соберутся к пресс-конференции, которая в 19 часов, по-моему, состоится после этих встреч. И вот на этой пресс-конференции, которая будет озвучена на весь мир, мы узнаем результаты этих переговоров. И из этого будем судить, в конце концов, как поступил наш президент. Правильно или неправильно. Если он поступил правильно, нам надо ему помогать. Если он поступил неправильно, нам надо думать о переизбрании президента. Планируется личная встреча уже после заседания нормандской четверки, это ближе там, к 10 вечера. Как вы думаете, стоит Владимиру Зеленскому на нее с Путиным личная встреча? Владимиру Зеленскому на нее соглашаться? Я думаю, стоит. Почему? Потому что встреча, он не обязан ничем Путину. Вы помните, когда встречался Трамп, и он вышел оттуда, Трамп как мокрая курица, вы знаете? Это было видно, он даже не смог скрыть это. Я даже удивляюсь, что вот такой подготовленный человек вышел оттуда как мокрая курица, это бросалось в глаза. Я не думаю, что Зеленский выйдет от встречи таким же. Потому что Трамп чем-то обязан Путину. У Путина есть на Трампа какой-то компромат. И он ему показал и рассказал, и тот озяб. Но на Зеленского у него нету компромата. Он не успел еще что-то натворить, понимаете? Поэтому, я думаю, стоит, и он должен достойно это выдержать. Потому что он всегда говорит: за мной моя страна, за мной мой народ. Он будет говорить от имени народа, а не от себя. Поэтому он, я думаю, выдержит эту встречу. Спасибо вам большое. Реза Шевкиев, член Меджлиса, был гостем нашей студии. А информационное утро на ТР подошло к концу. Через несколько минут в нашем эфире выпуск «Заман на крымско-татарском» с Гульсум Халиловой. Традиционно по понедельникам в 20:00 по Киеву, в 21:00 по Крыму. Прайм Муждабаев. Спасибо, что доверяете. Спасибо вам большое. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай,
бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Селям алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін декабрның 9-ы студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Тарихи күн бүгін Парижде Норманд форматында көрішіп олып кечежек. Украина, Франкистан, Алмания ве Русия президентлері Украинадаки вазиетні музакире етмелі. Сонке сефер бойле көрішіп 2016 синесі кечкенеді. Бүгін саат 16-да Зеленский Елисей сарайына келіп шықмалы. Ен баштан Франкистан президенті Эммануэль Макрон сонысы Алмания канцлері Ангела Меркельнен көрішежек. 4 тарафлы Норманд көрішіві саат 17-де башламалы. 19:45-те есе 4 девлетінің лидерлері пресс-конференцияда көрішівінің нетижелеріні айдынлатажақ. АТР адислерінің тақип ете эпісі ачық тедбірлерінің жанлы яйында көстережек. Владимир Зеленский үшін қырмызы чизгелер Норманд көрішіві арифесінде Украинаның чешіт көшілерінде беңлерже инсан акцияларға топлашты. Енчоқ инсан Истиклал мейданына келді. Оқу қорчылайжаларының білдіргеніне көре тахминен 8.000 инсан акцияға келіп шықты. Митинг іштіракчылері башында мұхалифет темсилчилері чықышта бұлынды. Айтқанына көре президент Норманд көрішівінде Украина менфаатларына садық қалмалы. Но мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил Путин против наших народов, нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы и не выпрашивать переговоры, а говорить, что каждый из нас будет биться до тех пор, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье преступников.
Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим. Новая влада должна четко для себя это уяснить, что никаких заборов на нашей территории, никаких подвешиваний и замораживаний наших территорий мы им не позволим. Как не позволили это все эти 5 лет борьбы. Слава Украине! Туневын ақшам тахменен 2000 инсан банковайда ерлешкен президент офисы янында топлашты. Олар сана құрып бірқач чадыр ерлештірділер. Бинаға қырышына оқу қорчылайжы органлары қарабыллады. Инсанлар бұтын гежені офис янында кечірді. Акция бүгінде девам етежектір. Президент Нарманд Корышевне малюматларнен теминленіп кете. Украина есе бұл Корышевден сон юзбережек әрбір адисеге азыр. Милли хавсызлық ве Мудафа шурасынан топлашывындан сон оның кәтебі Алексей Дунилов бойле білдірді. Бұл топлашыв Нарманд Корышевне азырлық оларақ топланған еді. Анда Донбаста атеш екүлленмесі ве Украина-Русия сыңырында незіретінің тікленмесі музакире етілді. Варіанти є на будь-який випадок. Якщо ми домовимося частично, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є 5 варіантів наших дій. Всі готові, всі органи центральної влади, всі наші збройні сили, всі наші спеціалізовані органи, всі готові до будь-якого сценарію. Донбаста арбейлер четлештірігі ве Қырым меселесінің музакире етілмесі Нарманд форматының муафақиетлі олғанының бұл кібі нетижелер көстере біле. Бұл кібі нетиженің олма имкені Алмания ве Френкистанның принципиаль позициясына бағылыдыр. Парижден Украина президенті не кетірежек ве ваде еткен Қырым суалыны көтережек ма? Бұақта серетеміз. Нарманд Корышевы якынлашқанымен Украина ве Русияның биянатлары да чоқ покер ойынына аңдырайды. Украина арбейлер четлештірівінің там саны сыңырда незіретінің ғайрыдан тікленмесі ве эпысы мабуслерінің азат етілмесі талапларыны сеслендіреді. Атта Донбаснен дувар қорajақларынен біле қорқытты. Кремль ise істексізлігіні көстеріп, Корышев үшін озының шартларыны айтайды. Не буде ні перемоги, ні зради, коли будуть оголошені, причому гучно оголошені певні домовленості про те, що от ми йдемо на черговий обмін військовими, що ми там будемо гарантувати припинення війни, там ще щось, обстрілів, там ще щось. Мені здається, що для України, до речі, цей варіант не менш небезпечний, аніж зрада. Чому? Тому що процес вчергове буде затягуватися. Париждеки музакерелерге 3 күн қалғанда Москва месулет ташыйжы бір аңлашманы беклемегенini білдірді. Қырым суали бойынша есе 4 тарафлы музакерелер тек Минск аңлашмаларымен бағлы олғанını қайдетті. Нарманд форматында Минск процессінде олғаны кебі Қырым суали бақылмағаны Путин үшін файдалыдыр. Сесет шынасларының айтқанына көре шу себептен о бұл Корышевге разы олды. Русларның фікірінже ғарып девлет елбашчыларының Корышев Қырымны музакере етмемек, ишғалны ресмейлештірмек үшін бір адымдыр. В будущем Путин обязательно заявит, что представитель Украины присутствовал и там, и вопрос Крыма не ставил, значит, вопрос Крыма не стоит в повестке дня. Если на нормандской встрече вопроса Крыма не будет, то я считаю, что Зеленский не должен участвовать во встрече этого формата. Парижде Қырым меселесінің музакере етілмесі 2014 сенесі юзберген ишғалны сүкінетлі шекелде қабул етмекнен берабер дешетлен нетижелерге де кетіре біле. Құсусан Украинаға қаршы Русияның тежавузыны Москва Украинаның ішіндекі қавғаға деңіштіре біле. Це неминуче спричинить наступні наслідки. Перше, переведення Росії з категорії агресора у категорію посередник і гарант нових домовленостей. І друге, усунення правової і фінансової відповідальності Російської Федерації за розв'язану війну, заподіяні жертви і збитки, перенесення цієї відповідальності на Україну. Бойле сценарийге Зеленский Қырым меселесіні көтерсе, yol бермей біле. Ләкин тек башына дегел Макрон ве Меркельнің янында. Бұнен берабер Зеленский музакерелер нетижелерінің язылмасыны талап етмелі. Мы имеем дело с лжецом,
воюем с коварным врагом, поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. В каком-то контексте сослаться на резолюцию ООН от 27 марта 2014 года, где говорится, осуждается агрессия. Дуже важливо, щоб меседжі з боку президента України були такими, щоб жодні інформаційні провокації Росії вони не досягли своєї мети. Қырым татар халқының темсili органы саммит арифесінде Украина президентіні Қырым суалыны көтермеге чағырды. Егер Путин ред етсе, ғарби иттифақдашларға дигер форматта көрішігіні теклиф етмелі. Бұл Будапешт меморандумыны имзалаған девлеттерде ола біле. Основоположним принципом міжнародного права є пакта сун-серванда, тобто договори повинні виконуватися. Оскільки в меморандумі немає ні Криму, ні Донбасу, але є Україна, тобто вся територія України, з включенням, безумовно, і Донбасу, і Криму. Будапешт меморандумына 1994 сенесі Америкада таздықладылар. Америка Бірлескен Девлетлері Русия ве Ингилтере Украина ядер силасындан вазгешкені себебінден она мустақиллік үшін кефалет берді. Виктория Бойко, Заман АТР. Беларус турды. Бинглерджи инсан жұма әртесі күні Минскнің меркези мейданына чықты. Олар Русияның сөзде терен интеграцияға қаршы жыға. Беларус президенті Александр Лукашенко, Русия президенті Владимир Путинен Сочиде кечірген музакерелері девамында иттифақ девлеттер ве екі девлетнің бір идарежелігі, бір акиметі, бір парламенті ве бір президенті суалыны лаф етті. Кремль Минск үшін айнен Русияда олғаны кебі энерготашыйжы фиятларыны тушырмеге ваде еті. Наразылық көсергенлер мұстақиллікнің аман-аман йоқылғанына білдіре. Минсктегі митинглер екі күн девам етті. Олар ресмилештірілмеген олғанына бақмадан полис қадимлері инсанларыны дағытмады. Күчік қавға көтек жүмкіретінің сарайы янында юз берді. Путин ве Лукашенко 20 декабрь күні Санкт-Петербургта көрішмелі. О күн Беларус мұхалифеті күтлеви наразылықтар акциясына кежімеге планаштыра. Нас большесть, мы за незалежность. Живе Беларусь! Психологик уджум ишгал етілген Қырымнан мемори сыңырында Қырым татар аққорчалайжысы Абдурашид Джипаровны туттылар. Бұтын невін уйле вақты юз берді. Оны 2 саат девамында фалиетінен бағлы суаллернен сорғыға чектілер, белге қадар қиефетлеріні чықартып тінтувледілер. Бұлардан сон еберділер. Абдурашид Джипаровны ишгалчилер бірінже кере тұтмай. Мемори сыңырда оны да октябрь айынен анен более процедура ве суаллернен тоқтатқан еділер. Абдурашид Джипаровнын айтқанына көре ишгалчилер она қаршы малюмат топлай. Жұма күні Чаплынка кечет ноқтасында қанунсыз 4 саат тұтылған Нури Джаферов ишгалшілерінің қанунсыз әрекетлеріне қаршы полиске шикетте бұлынды. Мәлім олғаны кебі оны Украина қытасына қоян сатын алмақ үшін кеткені вақыт тұттылар. Ен баштан телефонындаке мәліматлар ақында сұраштырып, сон Суриеде женклештімі деп суал берділер. Мұнен берабер зорнен сойындырып тінтувледілер. Нури Джаферовның айтқанына көре тенінде яра излеріні қыдырғанлар. Бірхач вақыттан сон ер адам ярамады, она ilk yardım arabasına çağırdılar. Померили давление, сказали срочно в машину. У меня как судороги начали на нервной почве или что там со мной, я не знаю, у меня начались как судороги. Они поставили какие-то там, не знаю, аппараты на меня. И потом начали колоть что-то, да, я уже там не помню, они мне, единственное, я услышал, когда они сказали, его срочно надо везти в машину, сказали шоферу, заводи, включай мигалки и быстро едем в машину, в скорую. Тут же прибежали эти ФСБшники, бросили все мои документные зарядки, телефон, все быстренько, чуть ли не на ходу, это все они засунули в машину, и так я уехал. Бушымдылек сонке хаберіміздір АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олны санда абонжілерінің миқтары 100 бинден зәде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжақ. АТР телеканалында есе информацион күн девам ете бір саттен Украин тілінде хаберлеріні сейретмеге ұнытмаңыз көршкенше.